Ассаляму алейкум, хайрлах акшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем марафон. Сейф АТР, голос Крыма, мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Айдар Муштабаев. Ассаляму алейкум. Нам, если честно, крайне неприятно говорить о том, что мы говорили еще год назад. Те, кто следит за нашими эфирами, знают о том, что год назад, примерно в этот же период, руководство Украины фактически лишало нас государственного финансирования. И сейчас мы поставлены снова в заведомо невыполнимые условия в виде проведения конкурсов для получения финансирования. Вы помните, недавно президент Зеленский говорил о том, что до него никто не думал о Крыме. По сути, он сказал, что никто ничего не делал до него по Крыму. И вот пришел Зеленский, все заработало, все начали думать о Крыме, крымскую платформу инициировали, концепцию по развитию, сохранению, популяризации крымско-татарского языка там разработали, стратегию деоккупации Крыма уже сколько нам обещают показать. И при этом снова АТР ставит в сложное финансирование положение, по сути, оставляя его на грани существования. Конкурсы нам говорят делать нужно. При этом непонятно, когда и в каком формате. Вот у нас есть информация, об этом говорил еще вчера и дорога, что о конкурсах должны объявить только через полгода. А вот эти полгода вы пока закрываетесь или не работаете, ну подождите. Вот что нам сегодня говорят. Ну как мы можем ждать? Ежедневно в Крыму проходят репрессии против крымстарского народа. У нас нет никакого сегодня морального права об этом не говорить. Вот честно, я не понимаю, как попытки прекратить голос телеканала, который является голосом Крыма, укладывается в стратегию деоккупации Крыма. Я искренне не понимаю, как попытки давить на телеканал, сотрудники которого выехали на материк, пожертвовав домом, близкими людьми, чтобы бороться за Крым на информационном фронте, укладывается в стратегию реинтеграции Крыма. Как это все укладывается в концепцию возвращения умов, о которых говорил Резников? Как это укладывается в концепцию информационной стратегии? Или у нас так много сегодня на материке патриотичных телеканалов, которые борются за возвращение этих умов? Или у нас совершенно нет телеканалов, которые откровенно импонируют России, ведя внутри нашей страны пророссийскую пропаганду? Как закрытие телеканала АТР, который вещает на крымско-татарском языке, укладывается в концепцию развития крымско-татарского языка? Как это все можно расценивать, если не как давление и дискриминацию крымско-татарского народа? Мы, сотрудники телеканала АТР, в 2015 году выехали на материк, чтобы продолжить свою работу, чтобы доносить правду жителям оккупированного Крыма. Каждый из нас принес какую-то жертву на этом пути. Многие из нас не могут поехать к себе домой, не могут обнять своих близких, оторваны от своей родной среды, от языковой среды, в конце концов. Чтобы что? Чтобы руководство Украины сегодня загоняло нас в рамки и не давало делать свою работу? Не давало вести информационную войну против оккупанта? Мы, крымские татары, украинцы, сегодня боремся за восстановление территориальной целостности Украины. Мы боремся на нашем информационном фронте за возвращение Крыма. И кто нам мешает? То, что в 2015 году не сумели сделать оккупанты, сегодня делает руководство Украины. Так получается. АТР, выехав на материк, принял политическое решение. И государственная финансовая поддержка для телеканала АТР – это политическое решение руководства Украины. Можно было бы допустить эти бюрократические лабиринты, коммерческие цели, проведение конкурсов и так далее, если бы не одна фундаментальная вещь в нашей стране – война. В таких условиях не можно взять и выбросить телеканал из программы поддержки в какую-то программу услуг для власти. Честно, меня это реально загоняет в какой-то анабиоз. Мы все с вами образованные люди, и мы прекрасно понимаем, что Министерство культуры и реинтеграции, в частности, сам Резников, не приняли бы сами в автономном режиме такое решение. Когда все было готово, деньги есть, и вдруг что-то происходит, и деньги уходят на другую программу, и теперь нам нужно участвовать в конкурсах, чтобы получить эти деньги, и не факт даже, что мы их получим. С одной стороны, инициируют крымскую платформу, мы ее поддерживаем, а с другой стороны, перекрывают голос канала, который 24/7 говорит о Крыме. Где логика? Разве деоккупация Крыма – это не комплексная работа на всех фронтах? На политическом, на дипломатическом, на информационном и так далее. Это же понятно десятикласснику.
Мы, крымские татары, сотрудники телеканала АТР, боремся на нашем информационном фронте за Крым, потому что нам нужен Крым. Господин Резников, господин президент, а вам? Извините за такой долгий спич, такой эмоциональный Гульсум, спич, Айдарга, я просто уже не выдерживаю. Я не знаю, что добавить, если честно. Потому что Гульсум Халилова, ты только меня не прибивай, это человек, который, вот, будучи совсем девочкой еще, я ее знал еще на АТРе, когда приезжал на АТР до оккупации. Она там уже начинала работать гостевым редактором, потом стала что-то делать там в новостях и так далее. В детской редакции, по-моему, что-то делала это. Человек, который вырос на канале АТР, это человек из семьи крымских татар. Я и маму, и папу знаю, которых выгоняли из Крыма еще советские оккупанты физически. Били. Ее отец обливал себя бензином. Их не прописывали. Семья Халиловых — это вот такая капля крымстарского народа, который отторгал оккупированный русскими Крым. И последний раз он отторг сейчас, в 2014 году. Гульсум имеет уголовное дело за то, что она не сдалась, как и другие, против которых тоже возбуждены дела, как и в целом канал АТР, ни один из сотрудников которого не пошел работать в пропаганду российскую. И она не может поехать в Крым, на родину. Это, я хотел сказать, девушка молодая, не может поехать к маме. И одно, знаешь, только, Гульсум, что ты сказала, ты несколько раз повторила слова украинского руководства. Ну, наверное, правильно было бы сказать, чиновники правительства Украины, чиновники нынешней власти, потому что когда украинское, оно имеет окрас просто такой, что украинское — это значит проукраинское сразу. Ну, это вот украинское, флаг украинский, Да, украинский гимн, да. Вот тут немножко есть такой, в этом прилагательном такой оттенок, он уже дает окрас позитивный. Я не вижу в действиях, которые ты перечислила, ничего украинского. Это действие или бездействие, или непродуманные действия, или политически мотивированные действия, или какие угодно действия, но они не имеют ничего общего с украинскостью, не имеют ничего общего с борьбой Украины за восстановление своей территориальной целостности, частью которого, главной базовой частью, является все-таки Крым, потому что с него все началось. Потому что все остальное это было производным от того, почему здесь Гульсум. Айдарга, у нас есть телефонный звонок в студию, давайте примем. Я телефон не сказал, да, но у нас есть телефон. Но у нас есть телефонный звонок. Алло. Алло, ассаляму алейкум. Алейкум селям. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Меня зовут Юсуф, я из Крыма. Чох мемнюн алдах. Селям алейкум. Ассаляму алейкум. Я хотел бы высказаться по поводу этого открытия, закрытия телеканала АТР. Я за этим тоже наблюдаю, я за этим слежу. Вот недавно буквально с Киева приехал. Я хотел бы выразиться к властям Украины с этим. Ну что это, грубо говоря, за цирк? Захотели — закрыли, захотели — открыли. Этот телеканал смотрит весь Крым. И не только крымско-татарский народ, а смотрят все те, кто поддерживает территориальную целостность Украины и Крыма, и Донбасса в том числе. То есть как это можно с этим играться? Это единственный телеканал, который мы постоянно смотрим, который мы рады смотреть и с удовольствием включаем. Я бы хотел попросить властей Украины, чтобы они с этим разобрались и как можно быстрее дали финансирование телеканалу АТР, и он работал и освещал все события, происходящие в Крыму и в Украине. Çok sağ olunuz Yusuf Bey, çok sağ olunuz. Хорошо, хоп. Ну, я не знаю, вот иногда, знаешь, зрители звонят и говорят больше, чем ты можешь сказать сам. Это правда. Вот это нужно, то, что сказал человек из оккупированного Крыма, это нужно прослушать каждому. Это нужно прослушать Владимиру Александровичу Зеленскому.
президенту страны, это нужно прослушать Алексею Резникову, вице-премьеру, министру по делам оккупированных территорий. Это нужно прослушать господину Шмыгалю, премьер-министру Украины, часть которой оккупирована, часть которой оккупирована. Это надо прослушать депутатам всех фракций, кроме ОПЗЖ, потому что им ничего слушать не надо. У них должно в одну дырку влететь, в другую вылететь. Вот. Значит, и все нормальные граждане. Это же так понятно. Как можно этого не понимать? С чем вы играете, чиновники? Вы что взяли себе за игрушку? Это не... Это игры чужими сердцами, это игры на стороне врага в итоге. Это в итоге то, что забавляет наших врагов, что позволяет им думать, что мы разъединенные, слабые, что среди нас есть предатели, что мы друг другу не доверяем, что мы готовы друг на друга что-то перекладывать, готовы просто не замешать друг другу, да? У нас было такое уже в истории, когда мы мешали друг другу внутри страны. И потом пришел большой дядя и устроил то, что он устроил: голодоморы, депортации, резни, геноциды и так далее. У нас хватает ума, у украинцев, крымских татар, у патриотичных людей понимать, что мы этого больше не допустим, что любая наша слабость, разъединенность, любые наши сомнения в украинскости наших действий, в украинскости нашего руководства, они приводят к прорыву фронта, информационного фронта, ментального фронта, там, я не знаю, и в итоге физического фронта. Эти забросы смысловые крымским татарам, украинцам в оккупации, про то, что вы нам не очень нужны, мы вам сейчас какой-то фейк там подсунем, там, да, нате вам, так сказать, вот это, мормышку какую-то там, кукольный театр вместо настоящего. Нет, ребят, с этим не шутят. Это настоящая ошибка, которую Ленин, что ли, говорил, ошибка, которая хуже преступления. Таких ошибок лучше не совершать. Если вы их совершили, то их нужно исправлять. Потому. Ну, благо сегодня есть очень много людей, которые нас поддерживают, в частности, и «Слуг народа». Вот сегодня на своей странице Facebook Лиза Яськова, народный депутат Украины, «Слуга народа», записала видео поддержки телеканала АТР. Я предлагаю вместе послушать. Да, и не только Лизу. Записується відео повідомлення зі словами підтримки кримсько-татарському каналу АТР. Знаю, що у канала зараз скрутні часи, що немає фінансування і дуже потрібна підтримка. Я переконана, що для того, щоб в цих стінах були результати від діяльності по поверненню українських територій, по кримській платформі, нам дуже потрібен кримсько-татарський канал, щоб він був в ефірі. Я усіх дуже прошу зараз підтримувати АТР, бо кримсько-татарський голос мусить бути в ефірі. У нас есть телефонный звонок в студию. Алло. Алло, салям алейкум, Гульсум, салям алейкум, Айдер. Это с Крыма звонят, меня зовут Айдер. Я вот что хочу сказать. Мы не нужны ни одной власти. Ни в России, ни в Украине. Мне очень обидно то, что АТР переехал на территорию Украины, бросив все, родину, Крым, все бросил, а никакой поддержки со стороны власти нету. Рахметлех Артанам вот смотрела телеканал АТР каждый день. Алла Рахметовна. А сейчас вот обидными вот за всю власть Украины, то, что творится там. Спасибо за звонок, Айдарбей. Я поясню вам просто, что происходит. Понимаете, сейчас такая ситуация в стране, что нельзя вот как-то конкретно сказать, вот это власть Украины. Да? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Это не Россия, это не, вот, там, не Рейх, да, где есть фюрер и НСДАП, там, партия, концлагеря и вперед. Нет. Украина — это, конечно, более сложный механизм, но то, что он сейчас разбалансирован во власти, это совершенно точно. То, что нет понимания и как бы стратегичности направления, это точно абсолютно вы подметили. И это не понятие «не нужны власти». Ну да, в принципе, наверное, если людям, которые принимают такие решения, способны, мы действительно, наверное, не нужны. Наверное, им и Крым не нужен. Ну так разобраться. Наверное, им целостность Украины не нужна. Что им нужно, но я затрудняюсь ответить. Ну, может быть, там личное благополучие, может быть, там русский танк кто-то нужен, там, может, кто-то каравай испек, и у него остывает, он хочет выйти там с караваем русскому танкисту положить, а он потом этот русский танкист с ноги как зарядит кирзовым сапогом, как всегда делают с любыми предателями русские, да и вообще любые. С предателями поступает однозначно. Но людей, может, не хватает ума это понять. Кто-то корыстен, кто-то что-то.
Ну вот это такие издержки демократии, да. Но в демократии есть и другие вещи. Это есть общественное мнение, есть люди, которые нас поддерживают, их очень много. Есть люди, которые имеют авторитет и вес в обществе. Есть и политики, есть и депутаты, в том числе от правящей партии, от неправящей партии, от оппозиции, кроме вот этой ОПЗЖ, да, и так далее. То есть здесь, конечно, очень грустно, что мы тратим столько времени и сил на борьбу с нашей внутренней бюрократией, с людьми, которые внутри тормозят, знаете, упираются руками и ногами просто, чтобы, не дай бог, там, так сказать, мы могли нормально работать, да? Да мы бы горы перевернули уже в 3 раза. Мы из-за этих проблем сократили вещание, там, я не знаю, раза в 4, если не больше, да? И штат сократили, и все, и то у нас долги нас давят дальше эти долги, да? По идее, тот же господин Резников должен прийти к нам, и там и министр оккупированной территории, не знаю, кто там еще может прийти, министр культуры, и сказал, почему у вас там 30 программ культурных, надо 300, нате вам еще 2 частоты. У вас есть ресурсы, подтягивайте людей. Вот так это должно быть. У вас сколько? 7 новостей выпусков в день? Почему 7? Где по-английски, где по-испански, где про Крым по-португальски, где? Почему Бразилии не смотрят, понимаете? Так это действует. А когда ты либо дурак, либо предатель, когда ты этого не понимаешь, либо ты, не знаю, там, коррупционер, но точно не человек, который ведет страну курсом, который он понимает, да? Я просто надеюсь, что это какой-то сбой в системе, потому что если это не сбой в системе, то дальше идет все, что я перечислил, начиная от глупости и заканчивая всем остальным. Потому что это необычная ситуация. Мы живем в войне, мы принимаем необычные решения в необычное время. Если бы Британия во времена Второй мировой войны бы жила по обычным законам, если бы Америка жила по обычным законам, по обычным таким представлениям о мирной прохладной жизни, да, если бы ей не нужно было кидать ресурсы и поддерживать фронты, атаки и так далее, в том числе, кстати, и на медийном фронте. Это мало кто знает, целая стратегия была противодействия гитлеровской Германии, да? Ну, как вы думаете, вот можно ли расценивать эти действия против АТР как полное отсутствие информационной стратегии у нашего руководства сегодня в условиях войны? Да, это, конечно. Вот тут однозначно. Ну, потому что ни в какую стратегию противодействия оккупанту это точно не укладывается. Потому что это стратегия сдачи позиций. Потому что если даже на какой-то период канал АТР прекращает вещание, да, ничего в этом мире не бывает пустого пространства. Оно тут же кем-то будет забито, какими-то фейками, полуфейками. Здесь какие-нибудь Медведчуки создадут какие-нибудь полуфейковые каналы для Крыма. Они воспользуются этим. Там уже создали, да. Здесь какие-нибудь полуколлаборанты что-нибудь начнут мутить, да. У них денег Им, конечно, не нужна государственная поддержка, как телеканалу «Изгнаннику». Зачем? У них мешки из Кремля возят. Зачем? У них нет проблем ни с чем. Вот, знаете, самое вот хочу это отметить, да, вот в эти же дни прошла новость, что одному из каналов пророссийских отменили все взыскания. За все эти высказывания про то, что, ну, грубо говоря, Украины нет, да, ну, антиукраинские высказывания, которые не запрещены до сих пор у нас в публичном поле. Как, знаете, в Англии, там, Англии не существует, Великий Германский рейх. Стоп, чувак, твое место в лагере. Нет такого, да? Но если мы с цивилизованным миром себя сравниваем. И вот отменяют санкции, государственный орган, Нацрада, отменяет санкции. Что-то процедуру там нарушили какую-то, да? Отменяет санкции в отношении пророссийского канала. И сообщают нам, тоже государственный орган сообщает нам, что вы как-то не получите денег, которые вам там, потому что это уже не субсидии, а услуги. Ну, посмотрим, какие вы услуги нам можете оказать. Ну, какие услуги, я не знаю. Я вот уже предлагал, там, охранникам поставить могу. Я, так сказать, у меня галстук есть, да. Альдар, давайте подключим к нашему эфиру Давайте. Мирослава Гая. Сейчас он с нами на прямой связи, военный эксперт. Алло. Да, привіт. Добрий день. Доброго дня, пане Мирославе. Привет. Знаєте, що я розмовляю українською? Да, звичайно, знаем. Пане Мирослава, ну как вы расцениваете сегодня вот то, что происходит снова с телеканалом АТР? Вот как вы это видите? Я обурений. У мене є декілька тез, які, я думаю, варто розуміти. Перша теза – це те, що ця влада, яка прийшла буквально 2 роки як, перше, що зробила, закодувала канали супутник, українські телеканали, які транслювалися на окупованій території. Звичайно, нам кажуть, там я розмовляв з паном Резніковим на цю тему в одному з ефірів, нам говорять про те, що насправді це було рішення холдингів, так, телевізійних холдингів, що це їхнє рішення, але насправді я розумію, що таке не могло бути протягом останніх 6 років, так,
з приходом нової влади дали можливість цю ідею реалізувати. Це перше питання. Тобто наші окуповані території, зокрема Крим, вони втратили можливість дивитися українські телеканали. Далі було знищено телевізійний канал ЮАС іномовлення. От замість нього нам запропонували телеканал «Дом», який протягом року формувався, там не було контенту достатньо, там були паузи в ефірі по 20 хвилин. Як чуєте мене? Нормально чуємо, продовжуй, будь ласка. Та, звичайно, нормально. Потім не було засобів доставки цього каналу на окуповані території. Тепер я дивлюся, що взялися за телеканал АТР. Це фактично єдиний телеканал, який дивляться в Криму, який має проукраїнську позицію, який цікавий, зокрема, кримським татарам. Фактично іде зачистка українського інформаційного поля, яке і так достатньо слабке, для того, щоб, це я так бачаю, тому що я ці дії не можу якось інакше робити якусь інакшу інтерпретацію. Тому що от з приходом цієї влади у нас замість відкриття нових телевізійних каналів на окупованих територіях почалися закриття каналів, або от створили один дом. До речі, наскільки мені відомо, телеканал «Дім», його робили експерти телеканалу 112, це телеканал кума Путіна, пана Медведчука. Тому для мене велике питання, чи ця влада розуміє взагалі, що вона своїми руками фактично руйнує інформаційне поле України, і на порожнє місце завжди, воно не буває порожнім, на нього завжди претендують російські канали через те, що у нас іде війна, через те, що у нас іде геополітичне протистояння. І ми бачимо, що зараз за останні роки у нас збільшується кількість проросійських каналів, причому вони відверто фінансуються з боку Росії. Я сподіваюся, по ним ще будуть питання у СБУ. У нас фактично починається співпраця з Російською Федерацією, бо ми бачимо, що телевізійні шоу, зокрема, власником якого є президент Зеленський, продаються в Росію. Я це інакше як співпрацю з країною-агресором назвати не можу. І при цьому у нас ставляться палки в колеса і не дають можливість працювати такому, як на мене, важливому ресурсу, як телеканал АТР, тому що, знаєте, хтось мені сьогодні дорікав в мережі, ваш телеканал має малі рейтинги. Звичайно, він не має таких рейтингів, наприклад, як телесеріал «Свати», тому що це інформаційний канал, немає, можливо, таких рейтингів, як фільм «Брат 2» російський або якась інша путінська пропаганда. Це інформаційний канал, який дивляться розумні люди, які дивляться ті люди на Кримському полуострові, які хотіли б бачити якусь додаткову іншу інформацію, а не тільки пропагандистські російські ЗМІ. Відповідно, я розумію, чому росіяни, наприклад, Медведчуковське лобі, вони аплодують такі ініціативи, як позбавлення державного фінансування. Як на мене, це саботаж або спеціально сплановані дії, диверсія. Тому що ми зараз бачимо, що і телеканалу «Прямий» виносяться попередження, що є такі серйозні якісь процеси, які не вкладаються в голові. Якби я міг вважати цю владу проукраїнською, то я думаю, що я б таких процесів і помітити би не зміг, розумієте? Це дивно, що на цьому році війни ми маємо знову в умовах інформаційної війни, коли всі фахівці на перебій розповідають, що держава Російська Федерація, держава-агресор вкладає мільярди грошей в свої канали, не тільки на території Російської Федерації, а й в світі. Це Russia Today, це інші ЗМІ, це некомерційні організації, для того, щоб домінувати в українському і міжнародному інформаційному полі. І при цьому ми завжди казали, пояснювали, як фахівці з інформаційної протидії, пояснювали українській владі, що важливо вкладати гроші в українські фільми, в українську музику, в українські інформаційні ресурси, причому на різних мовах. Ви казали, що має бути український канал англійською мовою, має бути канал, який має і російську, і англійську, і іспанську мови, таке було і намовлення. Має бути спеціальний канал для Криму, як телеканал АТР. В це потрібно вкладати гроші. Якщо грошей немає, потрібно шукати міжнародні іноземні інвестиції. І я певен, що наші західні партнери, розуміючи, що інформаційне поле і таке поняття, як дезінформація в сучасному світі – це серйозна загроза, я впевнений, підтримали би українську владу. Але ці рухи не робляться.
А навпаки, все проукраїнське, воно або закривається, або спотворюється, або нищиться. І таке враження, що у нас зараз в Україні мають залишитися тільки розважальні телевізійні канали, а інформаційні не потрібні, будь ласка. І бажано, щоб жоден з українських каналів не міг потрапити на окуповані території. Це диверсія. Або дурість. Хай влада сама визначається, як це називати. Дякуємо дуже, дякуємо за підтримку. Мирослав Гай був з нами на прямому зв'язку, військовий експерт. А мы до этого говорили, что нас поддерживают в социальных, продолжают поддерживать в социальных сетях политики, артисты. И вот на своей странице в Facebook выложил видео Иван Линьо, вокалист группы Cossack System. Давайте послушаем это видео. Вітання усім! Мене звати Іван Линьо, і я вокаліст гурту Cossack System. Сьогодні до нас дійшла дуже неприємна звістка. Українська влада вчергове хоче закрити єдиний кримсько-татарський канал АТР. Власне, мова йде про зупиняння фінансування, а значить закриття каналу. Єдиний кримсько-татарський канал АТР, який правдиво висвітлює проблему окупованого Криму. І цілком зрозуміло, що якщо про це не говорити, якщо проблема окупованого Криму не буде озвучена, значить її не існує. А Крим продовжує бути окупованим. В Криму продовжує жити багато українців, багато кримських татар, і вони чекають, коли нарешті Україна поверне Крим в своє лоно. Я вважаю це неприпустимим. Я вважаю, що ми всі маємо бити на сполох і маємо довести українській владі, що кримський татарський канал АТР мусить існувати як єдиний правдивий рупор української позиції щодо Криму. Прошу підтримати нас. Дякую. Дякую Івану Ліньо. Просто, ну, патріот такой. А он нас с нами сейчас на прямой связи. Да? Ой, Іван, вітаю. Пане Іване, вітаємо вас. Привіт. Привіт вам. Ми щойно показали твоє відео, твій ролик, який, до речі, був першим в публічному полі на підтримку телеканалу АТР. Дуже вдячні тобі. Дуже. Чи є що додати, може щось подробніше свою позицію висловити? Ну, Айдер, що тут ще добавиш? Очевидно, прикро спостерігати, що вкотре намагаються закрити один із, та не один, а просто єдиний канал, який нам говорить правду про те, що робиться в Криму, і говорить правду тим, хто зараз в Криму, яка реальна ситуація з поверненням Криму. І, очевидно, це обурює, очевидно, це не контрастує, верніше, не, як би так сказати, одним словом, влада говорить одне, а робить інше. І це прикро спостерігати, це вже просто набридло за цим. Тому що якщо ми всі, українці, дійсно мріємо про те, щоб Крим повернути, і для цього ми повинні бути якісь кроки, то однозначно цей канал має першим працювати цілодобово. Ну да, знаєш, просто тут такий дисонанс просто в будь-якому нормальній свідомості будь-якій. Тобто, на мою думку, до нас мають звертатися там всі міністерства і просити, знімайте більше. Чому так мало програм? Чому там 40, а не 400, да? Чому там ви... Да. Чому там... Може, вам треба більше фінансування, ми вам збільшимо фінансування. Ну, звісно. Ви єдині, хто дійсно хоче повернути Крим. Ви єдині, хто не декларуєте, а буквально робите ті кроки, які має робити вся Україна для того, щоб повернути забрану територію. А виходить просто подвійні стандарти. Лицемірство виходить. А ти знаєш, що це все відбулося одночасно? Тобто, ти ж знаєш, що там переважна більшість каналів, вони ж комерційні, і їм, звісно, підтримка не потрібна, бо одні підтримують олігархи, частина з них ми знаємо, яка, да, велика частина, інші просто відверто проросійські канали, їм теж підтримка там з боку Кремля там достатньо насипають, да? Ось. А єдиний канал, коли і там відсоток того, що вони кажуть про Крим і загалом окуповані території, да, там це десь
піввідсотку, там не більше. Там 2 дні там на рік вони там щось там згадують про Крим, там формально. А ми про це згадуємо кожен день, так? І нам одночасно скасовують там проросійському каналу всі там зауваження, навіть там штрафи, там нічого не було, мовлення можете продовжувати, так? І одночасно в ці ж дні, цими ж днями, вони повідомляють нам, що ми не отримуємо державних коштів, які передбачені в бюджеті. Ну так ось сталося. Ми думаємо, що ви там послуги якісь маєте там робити там владі. Почекайте десь там місяців 6. А що буде за цей час? Та ми ж не знаємо там. Ну що нам робити? Ну давайте там чорний квадрат там влаштуємо мешканцям окупованого Крима. От що це? Скажи на твою думку. Ти людина там мистецтва. Ти там тонко відчуваєш такі речі. Що це? Айдар, я це дурість чи що? Айдар, я відчуваю те, що відчуває будь-яка розумна людина в Україні. Ніхто в сьогоднішній владі не збирається повертати Крим. Ніхто не хоче це питання піднімати. Всі хочуть забути якнаймога скоріше, тому що не мають ні характеру, не мають ні державницької позиції, не усвідомлюють, що в тебе забрали територію, заберуть і наступну територію, якщо ти не будеш боротися за свою територію. Це все, Айдар, ще раз кажу, популізм, такий просто дикий популізм, і абсолютна відсутність волі, державницької волі. Все. Це була думка Івана Ліньо, вокаліста групи Cossack System. До речі, один з найпатріотичніших гуртів України. Я знайомий з їхніми піснями вже давно, там майже з початку мого життя в Україні, повернення в Україну. Я дуже раджу всім слухати цей гурт. І там, до речі, декілька пісень є спільних з Ельвірою Сарихаліл, там кримською мовою, так гарно, так красиво. І от на підтримку таких людей ми розраховуємо завжди. І, тобто, є друзі, таких друзів, там я, до речі, звертаюся до тих людей в Криму, які дуже обурені цими не менше, більше, ніж навіть я, тому що вони перебувають в окупації, що хороших людей багато, патріотичних людей багато. Просто зараз така ситуація, коли влада розбалансована. Треба нам, суспільству, виправляти якісь помилки, навіть якщо це помилки, там свідомі чи несвідомі, але треба казати, що ні, так не можна. Це йде всупереч міжнародним зобов'язкам України, всупереч світовій політиці щодо Криму, так, щодо невизнання окупації. І ми будемо наполягати на тому, що Україна має триматися за цей курс, має нікуди з нього не звернути і не давати окупантам там можливість думати, що вони нас в чомусь переграли. Там є чи Айдар, сегодня нас еще поддержал известный адвокат Николай Полозов, который защищает крымских татар в оккупационных судах по сфальсифицированным уголовным делам. И он записал видеообращение. Я предлагаю вместе послушать. Всем доброго дня. Меня зовут Николай Полозов, я адвокат. И сегодня я хочу сказать несколько слов в поддержку крымско-татарского украинского телеканала АТР. АТР – телеканал, который после начала оккупации был изгнан российскими властями из Крыма. Мы видим, что в Крыму происходит последовательное замещение независимых СМИ пропагандистскими ресурсами, в том числе телеканалами, в том числе телеканалами для крымских татар. И фактически АТР является для многих в Крыму, причем не только для крымских татар, наверное, основным источником получения альтернативной информации, информации с неоккупированной части Украины. Сейчас сложилась такая ситуация, что благодаря действиям отдельных чиновников телеканал АТР оказался на грани уничтожения. То есть в бюджете были выделены средства для его работы, однако из-за каких-то бюрократических препонов эти деньги телеканалу не отдают. И
складывается ощущение, что это не просто какое-то головотяпство, а, ну, наверное, реальные какие-то попытки отдельных чиновников саботировать, в том числе, те решения, которые принимает президент Зеленский. Здесь я говорю о Крымской платформе. Как можно говорить о каких-то действиях, направленных на освобождение Крыма, если основной ресурс, который в Крыму до сих пор, несмотря на давление, люди продолжают смотреть, это телеканал АТР. Как можно его закрывать? Как можно ставить его на грань уничтожения? Поэтому прошу всех поддержать крымско-татарский телеканал АТР и не дать возможности вот этим недобросовестным чиновникам его уничтожить. Спасибо большое адвокату Николаю Полозову. Но Николай, вот он россиянин, да, вроде как по паспорту, да, а душой он украинец, свободный человек, крымский татарин, украинец. И он сказал так точно. Что же вы не понимаете? Сидите в правительстве, я не знаю, какой горизонт планирования, о чем вы думаете? Почему вы так относитесь к коренному народу Украины? Что случилось с вами? Может, вам стоит проснуться, стоит как-то, я не знаю. У нас на связи есть еще один человек, да, который Да, Тарас Чорновол. звонит, чтобы поддержать. Это Тарас Чорновол. Пане Тарасе, вітаємо. Вітаю вас. Доброго дня. І слухайте, слова солідарності абсолютно безумовні і колосальне побажання вам, щоб проблема була знята. Не перша атака на АТР, не перший раз пробують канал зупинити на люту. І я дуже надіюся, що канал вистоїть. Є, на жаль, ця ситуація, коли, знаєте, як в Сосюри було сказано в одному його знаменитій поезії, коли розходяться словами в розгоні страшному діла. У нас теж дуже модно стало останнім часом говорити про Крим, про Кримську платформу, про те, як би там Крим, якби інша була влада, як би там Крим залишився в Україні, все. Так от зробіть зараз так, щоб Крим міг повернутися в Україну. Тому що давайте зрозуміємо одну річ. Ми не зможемо Крим визволяти чисто збройними силами. Ми не зможемо туди вести війська, ну хіба ж Росія повністю розвалиться, і Крим опиниться якоюсь територією, яка вже не належатиме до Росії, ми спокійно його підберемо. Я розумію, що при всіх розкладах, які будуть в Москві, така ситуація буде дуже нескоро. Ми маємо зробити дві речі. Одна, назовні, для міжнародних наших партнерів, перетворити Крим на тему, яка завжди буде їм муляти, і вони завжди мусять тиснути на нинішнього, на майбутніх російських керівників, що Крим має бути повернутий, як будь-що вкрадене. Але є другий момент. В Криму люди, які там живуть, вони мають знати дві речі. Перше, що Україна про них не забула, що вони не відторкнуті. І друге, вони мають знати з новини. Вони мають знати ті новини, які іноді, живучи на сусідній вулиці, не можна знати в тоталітарному суспільстві, тоталітарній країні про обшуки, про репресії, тощо. Вашого сусіда можуть арештувати, і ви можете не знати. Так відбувається в тих країнах, де немає демократії, де немає вільних ЗМІ. І якраз доступ до АТР дає можливість кримчанам знати правду. І тому знову те, що відбувається зараз, припинення фінансування АТР, знову вигадування бюрократичних відмовок, ну, те, що сказав Мирослав Гай, це є саботаж або диверсія в військовий спосіб. Тому що, насправді, це інформаційна війна. Повернення Криму без роботы АТР в принципе неможливо. Ну вот, пане Тарасе, действительно, мы могли бы допустить какие-то вот бюрократические вот эти лабиринты, какие-то коммерческие цели, но не в условиях, когда у нас в стране война, когда Россия вбухивает миллионы долларов в свою пропаганду, да, в откровенную ложь, которую она распространяет не только внутри своей страны, а и за границей. И в этот момент, да, вот мы сейчас сталкиваемся с такой ситуацией, когда АТР снова на грани существования. Единственный крымско-татарский телеканал. Телеканал крымских татар, которым в Крыму оккупанты выносят былинные сроки ни за что. За то, что они украинцы, да? Вот как это расценивать, если не как дискриминацию крымско-татарского народа? І дискримінацію, безумовно, так само. Просто ви згадуєте про кримських татар, але я розумію, що АТР дивляться і українці, і росіяни, які живуть в Криму, які вже погоджували, нажилися путінського режиму. Ну, всі нормальні люди, Тарасе, всі нормальні люди дивляться. Ну що дивитися, що пропаганду чи що? Ми на кого працюємо? Дивитися. Єдиний канал, який в чесний, правдивий спосіб розказує про проблеми, які хвилюють кримчан. Тому насправді це
те, що це є відверта зрада і якесь таке доповнення до геноциду кримських татар, до всього історичного геноциду, це напевне так безумовно. Але це і плювок в очі будь-яким чесним, нормальним людям там. Знаєте, в мене є таке відчуття все-таки, коли от Мирослав сказав слово про саботаж і диверсію, в мене є тут певне продовження, тому що насправді кримсько-татарський канал АТР став перші проблеми у вас з'явилися одночасно з іншим телеканалом, з іномовленням України. Пригадуєте? Коли його ліквідували. Замість нього згорили якийсь там дом чи ще там щось, де розважальні програмушки в стилі телеканалу «Квартал» крутять десь там на Донбащині, крутять, я навіть не знаю, що з ним відбувається, і ліквідували канал, який треба було теж виливати кошти, якому теж треба було допомагати, надавати ресурси, щоб він міг робити якісні програми на рівні такі, як робить АТР, для того, щоб наші партнери на Заході, в інших країнах знали, що твориться навколо України. І тут та сама історія. І от те, що проблеми двох каналів почалися минулий раз одночасно, тільки той канал був повністю державний, його просто ліквідували, знищили стерео порошок, а канал АТР в силу своїх журналістів, в силу підтримки кримських татар, в силу підтримки небайдужих громадян України тримається, бореться і не гине. Оце єдина різниця, але почали знищувати одночасно два. Тому в мене, я вже колись минулий раз, коли були ці проблеми в АТР, я у вас в студії, пані Гульсу, я ж тоді і казав, що я бачу в цьому пряме замовлення Російської Федерації і те, що ряд чиновників в Україні виконують пряме замовлення. Це називається колаборантство, це є робота на користь Російської Федерації. І щодо АТР, те, що було до українського іномовлення, це є продовження російської інформаційної політики на території України. Це називається, що чинити диверсію на території країни-противника. Отак я це розцінюю, інакше це не можу розцінити. Вже не кажучи про гуманітарну місію телеканалу АТР, який неймовірно потрібний, дійсно, єдиний, хто говорить до кримських татар. До них більше ніхто не може звернутися. Я розумію, що громадяни демократичних поглядів можуть пошукати якусь інформацію ще додатково для себе в інтернеті тощо, але кримські татари для себе мають одне джерело, яке їх має хоча б морально підтримати, повно підтримати. Пане Тарасе, знаєте, я тут згадав анекдот такий, пам'ятаєте, коли там дідусь онуку своєму там щось розповідає про війну, і онук запитує: дідуся, чи це правда, що ти збив ворожий літак? Ну як збив? Там не дозаправив, так? Ось щось от таке. Ми не дозаправляємо свої СМИ, которые на самом деле, первый вопрос любой власти, вот сменилась власть, допустим, да, пришла другая, без фамилии, любая власть, да, она говорит: как так, почему выделяли в противостоянии в гибридной войне, почему иномовлению там, АТРу, почему там еще каком, я же не против канала и Дом, там, да пусть их будет 20 этих каналов, да, почему им так мало выделяли? Давайте умножим эту статью расходов. На трибуну выходит министр информации и культуры, министр оккупированных территорий, там тем более в ранге вице-премьера. Президент говорит: что я работник телевидения всю жизнь, вы тратили на это всего лишь столько-то миллионов гривен во время войны? Да это же наш второй фронт такой же. Немедленно там мы видим обратный процесс. Мы видим какую-то недозаправку в полете просто, когда летит самолет, работающий, канал АТР, который вещал, вот мы сейчас вещаем на всех силах и жилах, да, мы не можем прерваться ни на минуту, да, значит, у нас мы гораздо больше выпускали новостей, пока этот кризис год назад не начался искусственный, да, нас в полете бомбардировщик, который бомбит русских оккупантов в медийном поле, в полете не дозаправляют, отворачиваются, говорят: этот чувак как будто, значит, такой прогулочный полет, да, ну прилети там по конкурсу, может бензину тебе нальем, там по конкурсу там как-нибудь, да. Где вообще тут здоровый глузд? Что это такое? Перевернутый мир. Это такая крымская платформа, перевернутая вот так вот, знаешь, ну просто наизнанку, так и кверху тазом просто. Потому что нельзя одной рукой говорить о возвращении Крыма, а другой рукой иномовление убирать, крымско-татарское вещание убирать. А что тебе западные партнеры-то нам скажут-то? Ребят, а вы вообще, вы сами-то что сделали? Где ваша часть полета-то? А мені здається, що вже на західних партнерів не дуже орієнтуються, роблять тільки якісь маленькі реверанси, найбільше. Дуже багато проглядається саме російського аспекту. От я згадав про фактор того, те, що і ви говорили, не дозаправив той, хто був ворог пілотів літака, хто був ворог тої країни, яку мав захищати той літак, якому не дали бензину. От я недавно почув
та не недавно, я іноді ж процокувати мушу чисто в своїй роботі різні телеканали. От є такий телеканал, скажімо, наш. Знаєте, його спрямованість досить відверто проросійська. От я слухаю в ньому, як ведучий, саме той ведучий, який там дуже зневажливо говорив про українську мову, розказує і про вас, Айдер, особисто, і про телеканал, із заявами, какое може бути фінансування там какому-то там в Криму телеканалу АТР. Вони не сказали, що там канал, який підриває російську государственність, тому що то би вже відразу би засвітилося аж занадто відверто, але з обуренням, з ненавистю там проривалося. Там якісь легенди, про якісь громадянства, про ще там щось. От це канал, який запустив 100% російську тезу. Абсолютно російську. Але вона була запущена в той момент, коли я ще не знав, що у вас відбуватимуться проблеми з фінансуванням. Це означає, що журналісти, які обслуговують проросійські антидержавні напрямки, працюють в повній прив'язці до тих, хто заблокував фінансування телеканалу АТР. Вони просто роблять інформаційну підтримку чи, ну, на мій погляд, саботажні акції. Ну, это такая, да, гибридная война. Я помню, да, вдруг этот, помните, в кавычках, я их журналистом не могу назвать, да, журналист в кавычках этого канала встал перед президентом Зеленским на пресс-конференции, начал врать про то, что, значит, гендиректор нашего телеканала гражданин России, и вместо того, чтобы возразить, там пресс-секретарь должна была возразить, но если не сам президент, он там, ну, кто-то должен был сказать: нет, ребят, вообще-то нет. Вообще-то это наш патриотический канал, это канал «Беженец» и так далее. Типа, я не знал. Ну, давайте листаем дальше, да. Типа, мы тут все проглотили вот этот пророссийский заброс, да. Но я уж не говорю про то, что этот канал ко мне лично там и к АТРу неравнодушен, потому что 2 суда мы с моим адвокатом Володей Кутовым выиграли у господина на букву «М», который господином на букву «М» и является, «М» точнее, да. Да, вот, и суд сказал, что я назвал его агентом Российской Федерации в Украине, и суд подтвердил мое право называть его таким образом. Поэтому кто хозяин, такой и канал, как говорится. Так, але вся справа в тому, що те, що ви кажете, суд підтвердив факт, ну, якщо не напряму вербованого агентурності, то принаймні підтвердив факт, що людина свідомо працює в руслі інформаційної політики Російської Федерації. І сьогодні люди, які перекривають фінансування, вигадують спеціально, не вигадують, давайте назвемо речі своїми іменами, створюють спеціальні підстави для того, щоб обрубати фінансування, вони працюють саме в тому ключі. На мій погляд, зараз що з цього треба робити? З цього треба виходити, пункт перший, так як і той раз, треба шукати підтримку громадян терміново, тому що треба перші тижні прожити. Другий момент. Треба продовжувати тиск на владу по всіх напрямках. Треба апелювати до тих же самих слуг народу. Вони завжди були присутні в ваших ефірах. Я пригадую, які включали до Києва, не почали забороняти ходити на ефір, що вони, борони Боже, не сказали чогось не того, чого не треба. Піднімати їх, говорити їм прямо, давати моральний виклик. Хай вони в себе збурюють ситуацію. Треба піднімати депутатів від різних фракцій, в тому числі тих фракцій, які зараз з такою готовністю хочуть кинутися в обійми слуг народу, об'єднатися з ними в коаліцію. Ну, звісно, но це і наші думки теж. Дякую вам, Тарасе, що приєдналися, долучилися до нашої розмови. Чоксаголнас, я просто продовжу, що да, конечно, мы, крымские татары, народ, который не может позволить себе уныние, там, я не знаю, слезки где-то там на обочине жизни и так далее. Мы совершенно не собираемся сходить с нашего пути в Крым, в свободный украинский Крым, который будет частью мировой цивилизации, а не русского рейха. И на этом пути нас никто никакими способами остановить, ну, не удастся. Это просто невозможно. И действительно, как прав наш гость эфира, есть и среди правящей партии, и среди других фракций, «Голос» и ЕС, есть патриотичные люди, которые тоже понимают, что, в общем, с пророссийской пропагандой далеко не уедешь, и что мишенью, просто я докладываю сотрудникам Офиса Президента и самому Владимиру Александровичу Зеленскому, что мишенью пророссийской пропаганды давно уже стал он сам. И, может быть, это не так заметно, и все эти каналы, с которых снимают взыскания, они выбрали уже своей целью уже новую власть, она их уже не устраивает. Они какие-то надежды там питали, а сейчас говорят: нет, бандеровцы, фашисты, нам надо что-то более свое.
Ну, как бы, если опыт того, что вот Петр Алексеевич Порошенко позволял существовать этим каналам, в итоге они вылили на него килотонны грязи и правду смешали с ложью, все это впихнули в избирателей, и результат мы знаем. Ну, так и с вами, Владимир Александрович, они также поступят. Они, что вы думаете, там, дают приказ из Кремля придет про помилование президента Украины, который не сдал территорию, там, не подписал капитуляцию? Да нет, конечно. Вот. Ваши враги, Владимир Александрович, не здесь, не в этой студии. И среди крымских татар, не среди украинских патриотов. Ваши враги там, настоящие враги. А еще ваши враги те, кто в вашем окружении, я не знаю ни имен, ни фамилии, только могу догадываться, кто, керуя, управляет этим процессом, да? Кто почему-то решил, что можно обнулить голос крымских татар, что вот этот вот крымский татарин, человек с прямой спиной, вдруг он такой станет, закашляется и скажет: ой, извините, я тут что-то лишнего наговорил, не буду мешать, пошел там вот это самое, дальше пахлава медовая. Нет, у нас не медовая пахлава, жизнь у нас не мед, Владимир Александрович, у нас по-другому все устроено в голове. Я на самом деле с уважением относился и к вашей позиции. Я знаю, что вы помогали каналу АТР в изготовлении, причем бескорыстно, программ на заре, когда мы до 2015 года, когда я вообще даже у меня мысли не было, что будут какие-то проблемы у нашего телеканала, тем более, что в 95-м квартале в вашей студии работают два настоящих крымских татарина, патриота, нормальных человека, вы их прекрасно знаете, да? Вот это Рустем и Чингис, вы их знакомы 100 лет, да? Неужели какое-то подозрение может возникнуть в том, что такие люди, как они, там, как мы, что мы можем быть какими-то, там, я не знаю, опасными для Украины, там, участвовать в каких-то склоках, там, где-то, я не знаю, там, топить за кого-то топить, сейчас в каком-то черном пиаре, там, и так далее. Вот. У нас весь пиар белый, и пиар Украины во всем мире, чем мы занимаемся, везде, во всех сетях. Мы показываем миру, что мы сделали то, но благодаря сейчас при вашем правлении, Владимир Александрович, выигрываются суды, да? А кто материалы собирал, доказательную базу по Крыму всю? На чьих пленках все это записано? На чьих носителях, я прошу прощения? Кто документировал всю оккупацию? Это какой-то такой случайно созданный где-то на коленке канал? Это какое-то телевидение северной, так сказать, там, Сомали? Нет. Это наше крымско-татарское телевидение, наш канал АТР. Это канал, про которого существование которого вы прекрасно знаете. И, до речи, там, ну, если уж совсем откровенно говорить, вот, например, я все-таки думаю, а когда-нибудь, вот не вот это «отключите шланг», да, мы услышим оттуда, а когда-нибудь позвонит кто-нибудь из пресс-службы вашей там и скажет: а вообще-то президент хочет пообщаться с крымскими татарами в прямом эфире. Вот Гульсум в студии, пожалуйста. Гульсум с вами может спокойно провести эфир. Включим телефон с Крыма, отвечайте на вопросы. Вы вон какую пресс-конференцию собрали, Гульсум там, кстати, была, да? И очень долго, 5 часов отвечали. Ну, 5 часов не надо, но сколько-то найдите для крымских татар, для жителей оккупированного Крыма. Вот прямой эфир, вот студия АТР, вот президент, который, значит, пришел к власти как президент из народа. Общайтесь с народом, я приглашаю вас на канал АТР. Посмотрите, что мы тут делаем, пройдитесь по студиям, посмотрите, как опустили наши ньюзрумы после того, как год назад началась вакханалия с финансированием, да? Посмотрите, что сейчас тут происходит, как сидят люди, у которых вообще ничего нету, да? Как сидит Гульсум Халилова, которая, это не просто там девушка, которая сидела с вами там за одним из столов на пресс-конференции, вы отвечали ей, да, вот, это человек, на которого уголовное дело в России заведено, это человек, ну, по моим понятиям, это герой, герой не, знаете, там, военном герой, да, а герой своего времени, потому что она цельный человек. Я очень хотел бы, чтобы вас окружали цельные люди, потому что русские нам вот такого раздолбайства, такой разобщенности, таких разборок внутри никогда не простят. Я вот знаете, о чем подумала, Айдар? Поддержка телеканала АТР — это такая лакмусовая бумажка. Это вот, ну да, это вопрос из серии: такой, поддерживаете ли вы поставку воды в Крым или нет? Ну, в принципе. Крым Украины или нет? Донбасс, там Минские соглашения, да, поддерживаете ли или вот нет? Ты очень тонко заметила. Вот если сорвать вот эту пломбу, да, АТР, если вдруг представить, что мы такие взяли, разошлись, такие, ну пойдем там, да, дальше, там, так сказать, вот, чебуреки жарить, да, вот, то тогда что? А следующее что? Это канал Северокрымский. Начнут опять если нас нет, то есть черный квадрат АТР, на других каналах про Крым не говорят.
на пророссийских экспертов натащут каких надо, которые расскажут, как это выгодно Украине, заливать баки, так сказать, радиаторы танков и там, значит, воду подавать в поселки ФСБшников и там представителей прокуратуры оккупанта. Нормально, а что тут такого? Мы же когда-то помиримся. Недавно сказал же Хомчак, даже глава Генштаба, сказал, ну когда же мы помиримся? Это он говорит в действующей войне, да? Ну окей, я его не обсуждаю, это пусть военные обсуждают. И там такие, в общем, обсуждения, что я их не смогу транслировать ни в каком виде. Адвокат Николай Полозов подключается к нашему эфиру. Пане Микола, вітаю вас. Добрый вечер. Коля, привет, Добрый дорогой. Ну, спасибо тебе за Здравствуй, такое Айдар. развернутое, четкое, понятное обращение к обществу и к власти украинской. Ну, наверное, ты это все делал быстро, зная, что идет марафон, а что-то можешь добавить уже в таком, ну, в аналитическом ключе, как это выглядит, я не знаю, с какой угодно стороны? Но это как раз та ситуация, когда промолчать просто невозможно. И поскольку я часто бываю в Крыму, когда я прихожу в дома к крымским татарам, то, безусловно, в каждом доме я вижу в телевизоре именно АТР, а не какие-то либо другие каналы. То есть для меня совершенно очевидно, что телеканал АТР является тем источником информации, откуда свободные люди в условиях оккупации пытаются черпать необходимую для них информацию. Кстати, вот интересно, я свое обращение разместил в Фейсбуке и в Твиттере, и любопытно, что в Твиттере сразу пробежала целая толпа троллей, ботов, которые всячески попытались, значит, замазать, за грязью все какое-то закидать. Совершенно очевидно, что российские власти очень нервно реагируют на существование телеканала АТР. Конечно. И- Слушай, Коля, они нас цитируют каждый раз в месяц, как часы, там, а бывало и чаще, да, когда из этой студии там сидел у меня Дмитро Кулеба, министр закордонных справ Украины, там, да любые другие такие серьезные гости, они брали цитаты, ну, Кулеба просто не особенно любят, да, и просто там запускали, они смотрят нас постоянно, то есть мы для них кость в горле. И вдруг такие наши говорят, а что вам помочь из горлышка кость убрать? Да, ну, давайте, дышите глубже, да. Извини, что я тебя перебил, да. Да, то есть в случае, если действительно с телеканалом что-то произойдет, это будет просто огромный подарок для российской пропаганды, для российских властей. И, конечно же, это отодвинет возможную деоккупацию Крыма. И, собственно, я в своем обращении это, скажем так, подчеркнул. То есть, с одной стороны, мы видим стремление и президента Зеленского, и МЗС Украины создать некую площадку, которая будет форсировать вопрос Крыма, крымскую платформу. Вот. А с другой стороны, какие-то чиновники устраивают, значит, вот эти бюрократические игрища, фактически уничтожая канал. То есть они собственного президента не уважают или что там у них происходит? Знаешь, я давно уже потерял нить логики вообще во всех этих событиях. Поэтому я очень надеюсь, что это какая-то такая локальное головотяпство каких-то отдельных чинуш, потому что если это действительно как-то санкционировано сверху, то это, ну, на мой взгляд, действительно измена, это действительно предательство интересов Украины в целом и крымско-татарского народа, украинского народа в частности. Дякуємо дуже. Николай, чем ты сейчас, ну раз уж позвонил, мы тебе позвонили. Расскажи, что тебя лично сегодня волнует, и, наверное, ну не знаю, или тебя лично волнует в твоей работе, и, может быть, там оценишь, что происходит сейчас вот в столице Русского рейха, там многие у нас тоже интересуются, что там с Навальным, с протестами и так далее. В общем, свободная тема, пожалуйста, говори. Сегодня, кстати, суд по Навальному. Меня, как бы, конечно же, волнует проблема политзаключенных. Вот буквально только что, вот несколько минут назад я вышел из Следственного управления ФСБ, где я работал по делу Ивана Яцкина, украинского политзаключенного. Угу. Ну вот, можно сказать, вот буквально с корабля на бал к вам в эфир попал. Вот. Эта проблема, она никуда не девается, и, пользуясь случаем, я хочу еще раз в эфире телеканала АТР задать вопрос, в том числе украинским властям. Когда будут предприниматься конкретные шаги по освобождению граждан Украины, удерживаемых российскими властями? Речь идет уже о количестве более сотни человек. Большинство из них — это крымские татары.
И, к сожалению, ни они сами, ни их семьи, ни их адвокаты не видят абсолютно никакого прогресса за последнее время. А ты знаешь, Коль, ну вот такой вопрос, кстати, по ходу дела у меня возник. А может ли быть такой, ну ты, понимаешь, ты же занимался освобождением моряков, ты, ну, ощущаешь вот эту тему, да, обменов вот этих, как говорят, взаимно удерживаемых лиц. Хотя понятно, что с нашей стороны это невиновные люди, захваченные либо в плен, либо захваченные мирные жители, объявленные террористами. А с их стороны это диверсанты и всякая шваль, да. Но вот... А может быть такое, что, например, в каких-нибудь, ну, секретных переговорах, которых, ну, не под запись идут, кто-то говорит, ну, смотрите, мы вам никого не отдаем, мы не собираемся отдавать, да? Значит, во-первых, вы там не признаете статус Донбасса, не хотите там идти на уступки. Они же требуют просто, ну, русские как требуют? Да что по их все было, да? Там даже да, захочешь компромисса не найдешь никакого, да? Уж тем более не сдавая интересы страны. И там крымских татар захватывают все больше, судят там уже сотни людей. И вот в качестве, ну, это как террорист делает. Террорист захватывает человека не для того, чтобы на человека обменять, да? А террорист захватывает человека для того, чтобы обменять его на политические какие-то вещи, да? На выгодные себе какие-то вещи. Может быть такое, что они говорят, закройте АТР, отпустим столько-то людей, дадите воду через Северо-Крымский канал, а может вам еще кого-то отпустим. Да, ну правда упускается из внимания, что могут набрать за месяц еще столько же, но вот сам такой диалог, по-твоему, он возможен, такой подковерный? Я думаю, что не просто возможен. Путин, как олицетворение Кремля, это человек, которого не интересуют человеческие жизни. То есть для него это расходный материал. И, безусловно, когда ставится вопрос об освобождении украинских заложников, крымско-татарских заложников, возвращении политзаключенных, я убежден, что ответ всегда содержит в себе не зеркальную выдачу каких-то удерживаемых лиц, а дополнительные требования политического и экономического характера. Поэтому, если мы говорим о воде, если мы говорим об АТР, в принципе, мы говорим о Крыме, то я абсолютно не исключаю, что российские власти ставят такие условия. И здесь уже вопрос к украинским переговорщикам. Готовы они идти на какие-то уступки? Не боятся ли они, что общество может отреагировать довольно жестко на подобные действия? Может быть, с этим связана вот эта вот изрядно затянувшаяся пауза, связанная с политзаключенными. Ну и проблемы с финансированием канала АТР, если уж такой логики идти. Но тут я хотел бы сказать, да, но ты понимаешь, что когда ты идешь, пытаясь там, не знаю, там показать свою успешность там или что-то в работе там с обменом, идешь на поводу у террористов. То есть обмен с террористами может быть только людей на людей. Это закон любых вообще переговоров с террористами. Любых. Людей на людей, жизнь на жизнь. Но если ты начинаешь политически им делать реверансы, все. Это ты как наркотик привез. То есть там уже не остановишься, и ты сам становишься заложником, потому что ты же не можешь честно сказать, что чего от тебя требовали, да? Вот. Да. Да, и еще одна проблема заключается в том, что все это оказалось как-то очень странно засекречено, пересекречено. Абсолютно общество не понимает, в каком состоянии. То есть фактически офис президента замкнул этот вопрос на себе. И через эту стену никакая информация не просачивается абсолютно. То есть, может быть, и переговоры в принципе не ведутся. Такое тоже может быть, потому что никаких сведений не поступает. Сколько человек в списке, какие условия выдвигает одна сторона, какие условия вторая сторона может предложить. Общество абсолютно выключено из этих процессов. И для меня возникает подозрение, что в принципе история с политзаключенными может использоваться для политических манипуляций. Спасибо, Николай. Николай Полозов, адвокат украинских моряков, крымских татар, политзаключенных. Человек, который, просто, в каком смысле легенда для Украины. И такой, что ли, не знаю, юридический, смысловой джокер в борьбе за политзаключенных. Говорит, что он ничего не знает про
то что будет дальше. Ну, Я без хочу объявить, комментариев. что у нас в студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссеры их периодически выводят. +38 073 419 41 58. Можете звонить нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал atr.tv. Это наш адрес. Телеканал ATR большими буквами. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Там вы можете смотреть наши эфиры как в онлайн-режиме, так и все программы в записи. Нас поддержал Аркадий Бабченко, записал видеообращение. Аркадий Давайте Бабченко, журналист, который работал на канале АТР и вел программу, вы знаете, еженедельную по пятницам. К сожалению, он вынужден был уехать из Украины в интересах безопасности, прежде всего, своей семьи. Вот, но несмотря на это, он всегда, конечно, с нами, потому что он человек, который прошел весь Майдан. От первого до последнего дня, в отличие от меня, там, который там наезжал иногда, когда мог, а он просто жил на Майдане, он был в самых горячих точках. Он, ну что там говорить, Аркадий Бабченко, человек, который всю свою жизнь связал, в общем, с Украиной. Вот, и так получилось, что благодаря нашей дружбе давней и с крымскими татарами тоже, как часть этой борьбы. Вот послушаем, давайте, Аркадий Бабченко о ситуации с каналом АТР. Тут такое дело. Телеканал АТР, который год, если мне не изменяет память, боролся за свое выживание, за свое финансирование. АТР уже почему-то вдруг ни с того ни с сего зарезали финансирование, по-моему, год назад примерно тогда, а может и 1,5. И вот все это время он боролся, чтобы получить деньги. И деньги, в общем-то, ему были юридически выделены, но в реальности они до него так и не дошли. Так вот, сейчас началась вторая серия. Опять Ленур Ислямов и руководство канала были там, господи, в Нацраде по вопросам питания, или как это называется, телевещание, или как это называется, да? Не помню сейчас. И пластинка начала крутиться заново. То есть вроде как финансирование подтверждается, финансирование есть, но на руки вы деньги не получите, потому что вам надо участвовать опять в каком-то конкурсе, ля-ля тополя, то все 5-10. Какой может быть конкурс на производство контента о крымских татарах у единственного крымско-татарского телеканала, я понять не могу. Но это вот как бы типа требования закона, и вы должны во всем этом участвовать. Дорогая власть, я уж не знаю, кто там ответственен конкретно за этот вопрос, но скажите мне, пожалуйста, вот Владимир Александрович вчера в интервью сказал, что никто до него о возвращении Крыма не думал, и он первый политик, который будет думать о возвращении Крыма. Вот, Владимир Александрович, вот если вы думаете о возвращении Крыма, скажите, пожалуйста, как так получается, что уже больше года единственный крымский татарский канал у вас функционирует на грани закрытия, не получая финансирования, имеет дикие долги за спутник, которые ему сказали уже, что будут закрывать, потому что спутник хошь как хошь, а надо оплачивать. Так вот, каким образом вы собираетесь возвращать Крым? Вот хотелось бы получить ответ на этот вопрос. Я бы попросил вас распространить эту информацию, потому что я считаю, что невозможно допустить закрытие крымско-татарского канала в стране канала. Профессиональная деформация. Да, крымско-татарского канала, действительно, перепутал его с северо-крымским каналом. И тут профессиональная деформация. Так вот, невозможно допустить закрытие единственного крымско-татарского вещательного телеканала в стране, которая борется за возвращение Крыма. Потому что это бред и оксюморон. Не бывает так, не должно быть так. Пожалуйста, решите этот вопрос. З нами зараз на прямій зв'язі Ганна Шелест, директор безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма», народний депутат України 8-го скликання. Пані Ганна, вітаю вас. Алло. Да. Пани Ганна, как вы расцениваете действия против телеканала АТР нынешней власти? Вот как вы это видите? Алло. Выключите, пожалуйста, телевизор, потому что ничего не слышно. Алло. Алло. Вы нас чуете? Ну, мы попробуем еще раз перенабрать Ганну Шелест, директора безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма». Есть? Ага.
все еще нету. Пани Ганна, вот знаете что, Айдарга, вот вы говорили про коренные народы, про коренной народ Украины, крымские татары. А ведь у нас даже этот вопрос на законодательном уровне не Но это решен. вообще, это позор. Как и ряд других крымско-татарских Это вопросов. позор и клеймо на всех наших чиновников. Потому что так или иначе к этому бездействию причастны все. Потому что, вы знаете, что у нас до сих пор на законодательном уровне, то есть закона нет, что крымские татары — коренной народ Украины. Нет. Это нас называют так, да? То есть и нет определения, что коренной народ четкого прописанного в законе. Потому что и вот эти пророссийские каналы, они всегда пытаются вот это перепутать, специально сделать. Коренной народ отличается от национального меньшинства этнического тем, что у коренного народа нет государственных образований за пределами государства украинского. У украинских этнических армян есть Армения. У украинских этнических азербайджанцев есть Азербайджан. У украинских этнических россиян, я прошу прощения, к сожалению, есть вот это, да? Куда нормальный даже этнический россиянин смотреть не станет. Да? Там рейх, пропасти, днище и фекальная яма. Да? Вот. У этнических венгров есть Венгрия. У этнических болгар есть Болгария. У этнических румын есть Румыния. У этнических евреев есть Израиль. У этнических белорусов есть Беларусь и так далее. Да? Вот это национальные меньшинства. Коренной народ — это народ, у которого родины, государства, ничего за пределами Украины нет. Даже это не внесено в закон, даже это не проголосовано за правление Петра Порошенко и продолжается в период правления Владимира Зеленського. Гульсум, наша гостя, вернулась в ефір. Пані Ганна Шелест з нами зараз на прямому зв'язку. Пані Ганна, чуєте нас зараз? Вітаємо вас. Так, чую. Доброго вечера. Доброго вечера. Пани Ганна, вот как вы расцениваете эти действия сегодня против первого крымско-татарского телеканала АТР? Как вы расцениваете попытку в очередной раз перекрыть голос Крыма? Я думаю, що це достатньо прикре взагалі як факт, тому що ми минулого року вже проходили через цю проблему, і тоді лунали заяви на найвищому рівні, на рівні президента, і все ж таки було сподівання, що після подібних заяв рівно через рік ми не будемо мати таку ж саму ситуацію. Тому це достатньо неприємно в першу чергу, тому що я сподіваюся, що все ж таки це не остаточне рішення, а поки що можемо очікувати кращої ситуації. І це важливо з точки зору дійсно нашої інформаційної політики на Крим, тому що говорити про створення кримської платформи як долучення іноземних партнерів для вирішення питань Криму, і при цьому всередині країни не робити достатньо в цьому напрямку. Ну це певним чином нонсенс, який, звичайно, викликає питання в наших іноземних партнерів, чому вони повинні допомагати, якщо сама Україна не готова робити таких важливих кроків, як підтримувати інформаційну політику на цьому напрямку. Ну скажите, а кто может за этим стоять? Это действительно в руководстве нашей страны нет этого понимания, нет важности, нет понимания, насколько важны эти вопросы, важность информационной стратегии, работы первого крымско-татарского телеканала АТР, или же все-таки есть те, кто генерирует эти идеи, а вот эти люди их просто ретранслируют и в итоге имплементируют? Я дуже хотіла би сподіватися, що ніякого злого умислу в цьому немає. І в даному випадку, не знаючи всіх фактів, ми не можемо говорити, що саме насправді стоїть за цим. Але, на жаль, воно скоріше мені нагадує ту ситуацію, коли різні, як це правильно так сказати, державні органи, тому що вони можуть бути як там агентства, так і міністерства, просто-напросто не узгоджують політику, позицію і питання фінансування між собою. І от відсутність цієї нескоординованої політики, вона в результаті приводить до того, що якби ніхто не несе відповідальності і ніхто не готовий стратегічно планувати подібні речі. Дякуємо дуже. Дякуємо за підтримку. Чохсагл, Ганна Шелест, директор безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма» була з нами на прямому зв'язку. Дорогая, вот в продолжении темы, которую мы с вами обсуждали до телефонного звонка, вот, про статус коренного народа, вот я искренне не понимаю, почему такое отношение к крымско-татарским вопросам. Но ведь правда, есть огромное количество вопросов, которые до сих пор не решены.
Это и вопрос статуса коренного народа, это вопрос топонимики Крыма, вопрос внесения изменений в Конституцию Украины об проблема, автономии даже я крымско-татарской. сразу могу завершить как бы твою мысль. Просто это меньшевартость, это малоросское сознание очень многих людей во власти. И это малоросское сознание, оно передается из поколения в поколение вот от одной власти к другой. И если бы это было все так, знаешь, вот самое страшное, что живет в людях, это мифы. Это мифы, которые им с детства внедрили, да? Вот мифы, которые про крымских татар внедрены в сознание постсоветских людей, ну, она же, ты же знаешь, да, что нас всю жизнь называли предателями, всю жизнь. Мы предавали сначала Конечно. якобы Российскую империю, потом предавали, значит, все время предавали при первой возможности Советский Союз. Ну, и Украине все это пришло так, что вот недоверие к крымским татарам, какие-то черные, какие-то непонятные, язык у них не славянский. И тут рядом братья такие, русские братья с гармошкой, да, которые, да, ну, чуть-чуть немножко не такие, но все-таки они же нам ближе, чем это. И дошло до того, что украинская доктрина безопасности готовилась воевать с крымскими татарами до Майдана, значит, не с Россией. И до сих пор в администрациях, из администрации в администрацию переходит экспертная думка такая, которую пишут еще некоторые в фейсбуках умники, там, в статьях, что крымские татары опасны, что они должны, их мечта это увезти Крым в Турцию, обязательно, конечно, взять и увезти, перекопать перешейк, перегрызть и уплыть. Да, а зачем в Турцию? Ну как зачем? Это же нормально. Наш крымско-татарский народ небольшой тюркоязычный народ. Мы же мечтаем раствориться в большом тюркоязычном народе. Это же безумие. Да? Это безумие, но эта логика отключена, потому что это миф. Я же говорю, самое крепкое — это мифы и фобии. Я думала, что после 2014 года Ну, я тоже так думал. И у многих, до многих дошло на самом деле. Но то, что до сих пор так думают, ну давайте логикой. Давайте логика. Берем стакан полный, стакан пустой. Единичка, нолик, плюсик, минус, таблицу умножения 2, 2, 4. Вот желание крымских татар жить в Турции, оно совершенно равно желанию украинцев жить в России. Язык похожий, народ больше, давайте в нем растворимся, чтобы нас не было, чтобы не было. Де тут логика-то, да? То есть включаешь мозг на 1 секунду, так встряхиваешь головой, отряхиваешь себя вот эту перхоть советской пропаганды, вот это бреда собачья. На самом деле ксенофобия страшная по отношению к крымским татарам. Слава богу, сейчас такого уже нет в масштабах страны, как раньше. Все-таки крымские татары, если опросы показывают, что люди поняли, кто друг, а кто враг, что крымские татары всегда были за Украину, там, за Черновола, президента, за там все прозападные партии, проукраинские, за НАТО, за ЕС и так далее, дошло до многих. Но до многих не дошло, до некоторых. Эти некоторые из власти в власть перетекают, да? Вот и все. Айдар, давай подключим к нашему эфиру сейчас Алексея Гончаренко, народного депутата України, фракция «Европейская солидарность». Он с нами сейчас на прямой связи по телефону. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Алексею, ну вы слышали часть спича Айдара Муждабаева. Сегодня телеканал АТР снова столкнулся с финансовыми сложностями и опять находится на грани существования. Почему так происходит, как думаете? Во-первых, приветствую Айдара. Приветствую, Алексей. Спасибо. И я могу сказать, что, к сожалению, это уже далеко не первая история. Это уже происходило несколько раз и в каких-то муках. Но это вообще, знаете, как в истории СССР, как в капле воды, вся история с Крымом. И о том, как Украина, да, понятно, Крым — это Украина, но, к сожалению, вот кроме этого лозунга, в практической плоскости есть масса проблем. То есть кажется, что для многих по власти достаточно просто сказать этот лозунг «Крым, Украина», ну как бы на этом закрыли вопрос, пошли дальше. А делать что-то в этом направлении полностью, на самом деле, реально нет. Потому что здесь вообще самая простая история, но надо просто финансово поддержать единственный в мире крымско-татарский канал. Ну, все, что тут обсуждать, что тут придумывать. Вот он один, другого нет, к сожалению. Было бы круто, если бы было несколько крымско-татарских каналов. Но, к сожалению, он есть только один, поэтому надо этот один канал поддерживать государство. Все понятно же, что он сам по себе не выживет. Вот и все, ну... В очередной раз придется об этом говорить из трибуны Верховной Рады, из рапорта писать. Я это уже не раз сделал. Обидно, что это надо просто какому-то постоянному каждый год одно и то же. Алексей, я знаю, что ты много усилий прикладывал к восстановлению справедливости на протяжении всего этого уже более чем года наших
искусственных проблем, объясняя очевидные вещи, 2 × 2 = 4, но просто потому, что ты дольше вообще в этой теме, ты не первый созыв депутата, а многие вообще не понимают, о чем идет речь, какие-то татары, а это не Казань вообще там, а может это турки, а что там они вообще с чебуреками ходят там наперевес и так далее, а может вообще, ну, короче, каша в голове. Ты молодец, что ты такие вещи -то четко там доводишь, да, но я... Ну, правда, но это государственническая позиция, причем независимо от партии. Тут люди должны объединяться не по партийному принципу, все должны объединяться, все до одного. Ну, кроме вот это на букву «Ж» и фриков из вот этих вот на букву «Д», которых мы все знаем, да, которых там Америка взяла за одно прекрасное теплое место и да, когда-нибудь переместит в более прохладное. Вот. Но скажи мне, пожалуйста, вот что в этой ситуации делать, понимаешь? Вот как можно... это антигосударственное поведение просто. Я не знаю, как западным партнерам это вообще объяснить. Вот сейчас крымско-татарский телеканал обратится к Конгрессу США, там еще куда-то, к Европарламенту. А они что вообще будут спрашивать? А вы вообще не понимаете, что есть такой канал крымско-татарский? Вообще он указан в резолюции Европарламента как канал, которому нужно помогать. Или же, знаешь, еще вот ты сказал как раз про то, что единственный канал, но нам звучат постоянно такие предложения, чтобы ты понимал. А мы вас умираете, ну так говорят между делом на ухо. Ну и умрете вы, АТР, подумаешь, там вы единственный канал, там снимали оккупацию, канал «Беженец», подумаешь, там вы все под уголовными делами, подумаешь, там это нас не интересует. Умрете, мы создадим искусственный канал, назовем его там как-нибудь, вот, будем там по крымско-татарски кто-то что-то говорить там где-то, знаешь, как такое радио для папуасов, так сказать, и так далее. Но это просто, ну, меня охватывает такое ощущение, знаешь, такое же говорили в Крыму, когда говорили, ну, если вы не хотите подчиняться там власти, давайте мы создадим искусственный пропагандистский канал. Но когда такое говорят в Украине, что хотят заменить, я не сравниваю украинскую власть с оккупационной, никакую украинскую власть с оккупационной не сравниваю, но когда хотят настоящее и намекают, шантажируют заменой настоящего крымско-татарского на какой-то фейк, но и для меня это, конечно, я не знаю, как вот ты это оцениваешь, такое поведение? Это болезненно, это очень болезненно, при том, что для меня это лично болезненно, потому что я не крымский татарин, не человек, который выгнали с его родины и пришлось уехать. Я представляю себе, как это все выглядит для себя, для вас и для тысяч людей. И это очень плохо. Ну, что делать? Максимально поднимать эту тему. Я буду именно со своей стороны максимально поднимать каждый со своей стороны. Действительно, это не партийная история. Я думаю, что здесь должна сыграть там, в том числе и те люди, которые такие вещи понимают в правительстве. Есть первый замминистра иностранных дел Эминет Джапарова, который это должно все хорошо понимать. Есть министр иностранных дел, который сейчас реально, я знаю, занимается там этой крымской платформой. Но это очень смешно выглядит. Мы всему миру ходим, рассказываем, давайте всем на крымскую платформу, а единственный крымский канал в стране закроем, потому что там у нас нет на него, причем не каких-то фантастических, а абсолютно разумных, заменяемых средств. Ну, то есть это крайне странно. Поэтому здесь нужно уже подключать тех людей, которые как-то в правительстве работают. Это прямое решение правительства, оно способно все, что нужно в бюджете, было принято. Это здесь просто... Конечно, в бюджете все есть. Это под ковром уже, когда бюджет уже ушел, депутаты проголосовали. Все это меняется, правила по ходу игры. Наставить ситуации, знаешь, как, ну это как в компьютерной игре, да? Проходишь один уровень, вроде когда уже все нормально, ты спокойно идешь, на тебе, значит, перед тобой еще одно препятствие, но мы не в компьютерной игре, мы в реальной войне находимся. Спасибо, Алексей, за поддержку большое, ну и всем коллегам твоим спасибо. И из разных фракций объединяйтесь, люди, потому что мы люди первым делом, и нас разорвать не получится ни по глупости, ни по умыслу. Вот я так... Я хочу, чтобы вы прокомментировали еще одну интересную новость, которая вчера прозвучала из уст, значит, первого президента Украины и руководителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кравчука. Недавно Верховная Рада Украины приняла, значит, закон о всеукраинском референдуме. И вчера, значит, Леонид Кравчук сказал, что в первую очередь на всеукраинский референдум нужно вносить вопрос Крыма и Донбасс. У нас є його цитата. Давайте послухаємо. Повинно бути на референдумі сказано, що народ за те, щоб Україна була цілісною, незалежною, з поверненням її територій. Ось головне питання референдуму, а не якимось способом це робити.
Спосіб має надати вже держава, влада, Верховна Рада, а народ повинен сказати: ні, цього не може бути. Вся територія України є цілісною і незалежною, і вона повинна належати Україні. Ну, вот у что меня это? есть комментарий к этим словам Кравчука. Уважаемый господин первый президент Украины, а вы Конституцию читали Украины? Вот вы как-то на ней руку клали, когда руку убирали, вы открывали. Там написано, что Украина целостная страна, что там описана ее территория, да? Давайте еще спросим, референдум проведем, потратим на кучу денег, спросим, а сколько будет 2 умножить на 2? И варианты ответов дадим 4 и 5, да? Еще можно провести опрос, я не знаю, там референдум на тему там зеленая или трава, голубое или небо, там теплое или солнце. О чем это все? Это вот, знаете, когда первый президент страны дает просто потрясающие образцы популизма, потом удивляться тому, что более молодые политики, тем более люди, пришедшие не из политики, потом оказываются популистами на разных уровнях, там всякие завиральные идеи высказывают, там депутаты ходят, там бывшие фотографы и так далее. Но тот вот бывший президент, в общем-то, у него в расфокусе вообще логика, извините, я не хочу обидеть никого, находится. Потому что не надо спрашивать у народа, значит, что представляет себя его страна. Для этого есть справочная литература. И есть законодательные акты, включая Конституцию Украины. Читайте, пожалуйста, сэкономим деньги на референдум. Вот и все. Андрій Рженко, капітан першого рангу запасу ЗСУ, з нами зараз на прямому зв'язку. Давайте підключимо його. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Пане Андрею, сегодня телеканал АТР, как вы знаете, снова столкнулся с финансовыми сложностями. Сегодня нам руководство Украины фактически перекрывает правительство, да, перекрывает голос Крыма, голос крымских татар. Вот как вы это расцениваете? Ну, прежде всего я хочу сказать, что я сам крымчанин, я родился, вырос в Севастополе, прожил там большую часть своей жизни. Потом после аннексии Крыма вышел в континентальную часть, сначала был в Одессе, сейчас в Киеве. И у нас в Украине было три канала в Крыму. Один из них АТР. Это единственный канал, который после аннексии Крыма вышел на континентальную часть, в Киев, и он вещал. Это был как бы такой наш кусочек Крыма, скажем так, крымской культуры, крымских людей. Он вещает на российской, на русском языке, на украинском, на крымско-татарском. То есть для людей, которые сохранили верность украинскому Крыму, вышли на континентальную Украину, это очень важно. Иметь какую-то такую интеллектуальную, информационную связь с тем местом, где ты родился и вырос. Кроме этого, я думаю, что очень важно, чтобы все население Украины, используя площадку именно канала АТР, понимало насущные проблемы, состояние людей, которые там жили. Что такое Крым? Потому что Крым — это очень такое место уникальное, как бы, так же, как и все остальные, может быть, части Украины. Но эта площадка очень нужна. Но хочу сказать, что вот сейчас много говорят об Крымской платформе, о этом международном таком инициативе. Я думаю, как раз вот ваш канал может быть такой одним, по крайней мере, из информационных майданчиков этой инициативы. Потому что, если его... Я бы, например, будучи политиком, а я много работал, хотя я военный, много работал в военно-политических вопросах, я бы задал вопрос, почему вы единственный свой канал как бы закрываете, почему нет средств на его существование. Это очень важно. С информационной проблемой мы сталкиваемся сейчас на востоке Украины, где практически доминируют российские каналы, особенно вблизи линии соприкосновения. Я не говорю уже об оккупированных территориях, и они абсолютно меняют сведомость людей о том, как они думают. Поэтому это, знаете, в национальной безопасности есть такие 4 составляющие, как учат на Западе. Вот. Это первое, оборона, это экономика, это сприятливый развитие мира на своих границах. 4 — это promotion of values, это поддержка твоих ценностей национальных, культурных. И вот как раз это информационная складовая. Это будет очень-очень большой ошибкой. Еще хотел бы сказать, что
Я сегодня сейчас прочитал еще раз про канал АТР. Мне очень понравился девиз вашего канала. Он говорит о Востоке на Западе и о Западе на Востоке. То есть это такая как бы объединяющая, ну знаете, как объединяющая линк такой, звено цепи в нашем такой очень разношерстной стране, ну, потому что она многонациональная. И, и вы действительно делаете очень большую работу для того, чтобы роль, жизнь и культуру, и демократические все вот эти изменения показать и крымско-татарского народа, и всех людей, которые жили в Крыму. И это, опять же, с этой точки зрения, это будет такая очень большая ошибка. Я думаю, что если это как бы произойдет, то выиграют от нее прежде всего не жители Украины, не крымско-татарский народ, а кто-то совсем другой. Спасибо вам, Андрей, дорогой, спасибо большое. Дякую. Я хочу сказать, что тот девиз, который вы упомянули, он действительно очень правильный, но сейчас более актуален наш нынешний девиз телеканала «Бойсун Маган», не сломленный, не скоренный. И такой наш народ, такие мы, такой наш канал. И если этого кто-то не понимает, это печально. Я призываю всех становиться не, потому что если мы будем ломаться, то нас переломают за милую душу, как это несколько раз, к сожалению, было. Но мы этого не допустим. Спасибо большое за то, что включились. Пане Андрій. Андрій Роженко, капітан першого рангу запасу ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку. Ну что, первая часть нашего марафона к концу подходит? Да, подходит к концу, но я бы хотела, чтобы вы зачитали все же слова поддержки Сергея Костинского, который нас поддержал на своей странице в Facebook. Да, это важно. Конечно, Сергей Костинский — это человек, который очень долго боролся с русской пропагандой и с пророссийской пропагандой в Украине. Член Нацради, колишній член Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Він написав у Фейсбуці таке. Я не все буду цитувати, але так, зжато. Володимир Зеленський днями заявив, що якби він був президентом України у 2014 році, Крим не був би окупований Російською Федерацією. Цей докір, наскільки розумію, адресований Віктору Януковичу, який своїми руками та руками підлеглих однопартійців відкрив російським збройним силам браму у біло-блакитний Крим. Але не хочу дискутувати на цю тему. Нехай Зеленський разом з Януковичем, Ростові з'ясовують, що з них краще, хто з них краще б захищав Кримський півостров від російської збройної агресії. Тут з гумором Сергій завжди висловлюється. Мене турбує інше. Людина, яка загинула, захищаючи Крим, сьогодні дозволяє підконтрольному уряду, що очолює Денис Шмигаль, знищувати єдиний кримськотатарський телеканал, який мовить на території окупованого Криму з українським порядком денним. Це вже серйозно. Серйозно таке, докер такий. Нагадую, відбирати державну підтримку телеканалу АТР при Зеленському планували ще минулого року, коли уряд очолював сумнозвісний Олексій Гончарук. Наскільки розумію, лише публічна реакція політиків, громадських діячів та глядачів змусила тоді уряд Гончарука розблокувати фінансування АТР. Зеленському тоді навіть довелося публічно обіцяти повернути фінансування АТР. Ця тяганіна тривала не менше 3 місяців, це так. Через що кримський телеканал, що мовить на окупований Крим, втратив значну частку журналістів та вимушений був працювати в надзвичайно економному режимі. Цього року історія знов повторюється. Унікальний кримсько-татарський телеканал, який потребує підтримки та розвитку з боку української держави, який є майданчиком зі збереження та популяризації кримськотатарської мови і культури, без інформаційної роботи, якого неможливо говорити про повернення Криму, знову буде боротися за те, щоб продовжувати працювати на українському материку. Наразі я відчуваю глибоке розчарування, бо не знаю, ким потрібно бути, щоб говорити з екранів телеканалів одне, а крок за кроком робити абсолютно протилежне. На жаль, ці тенденції щодо Володимира Зеленського простежуються майже у всьому. Тому сьогодні, як і рік тому, все знову залежить від вас, дорогі друзі, від вашої публічної підтримки. АТР не мовчить, нагадують і команди Зеленського, які, до речі, є також переселенці з Криму, я про це нагадував вже, і Сергій теж повторює, що знищують інформаційний та культурний майданчик кримськотатарського народу собі дорожче. Дякую Сергію Костинському за його слова. Я знаю, що це від душі, бо Сергій багато зробив свого часу для того, щоб наш інформаційний простір був міцніше. Ну а наш первый блок подходит к концу. Мы с вами не прощаемся, мы прерываемся буквально на 5-10 минут. Далее смотрите информационную программу «Заман», самые актуальные новости. Сейчас в прямом эфире телеканала АТР, а далее в этой студии мы продолжим наш марафон. Не переключайтесь, Корж Кенджер.
День бабака для кримсько-татарського мовлення. Телеканал АТР знову не може отримати фінансування з державного бюджету. Все через внутрішнє розпорядження Міністерства реінтеграції окупованих територій. Кошти в бюджеті є. Їх телеканал мав отримати як пряму підтримку. Але міністр Олексій Резніков змінив їх призначення на послуги. Тобто АТР має взяти участь в тендері. Тільки ні самого тендера, ні тим паче його умов не існує. Невідомі ні час, коли він відбудеться, ні навіть конкуренти АТР. За словами гендиректора каналу та віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Лінура Іслямова, який дізнався про зміни на зустрічі з Олексієм Резніковим, той повідомив, що на розробку тендера їм потрібно півроку, потім ще 2 місяці на сам конкурс. А це означає лише одне – влада шукає шляхи, як зробити так, щоб голос Криму перестав лунати в українському ефірі. Сегодняшние вот эти вот наши стресс-тесты, которые делает власть, это прямая дискриминация крымских татар. Мы стоим вне конкурсов всех. Мы телеканал коренного народа. Поэтому, когда нам говорят, что вы в очередь станете, и таких, как вы, много, это уже сразу говорит о том, что они лишают нас політичного статусу. Про закриття АТР мріють вороги України та передусім Росія, наголошує Роман Безсмертний. Впродовж 4 років він вів перемовини з росіянами в рамках Мінського процесу і знає, як бісить окупантів тема Криму. Тепер, каже, блокування джерела правди про репресії окупантів може бути частиною угоди з Росією. А указівку міністерству, ймовірно, давав очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Для Москви я маю насамперед. Це, АТР – це просто кістка в горлі і хоч ти гвалт кричить. І звідси, щоб будь-яке слово, яке звучить з каналу, яке чують в Криму, особливо яке чують татари, це для Кремля, це війна, це страх, це кошмар і так далі. Я не сумніваюся, що питання це там між Козаком і Єрмаком проговорювалося. Придушення АТР обурило й депутатів з президентської фракції. Нардеп зі «Слуги народу» Віталій Безгін вважає, що навколо порятунку єдиного кримсько-татарського мовника мають згуртуватися всі парламентські сили, і, зокрема, учасники міжфракційного об'єднання «Кримська платформа». Разом народні обранці звертатимуться до уряду з вимогою розблокувати фінансування. Ситуації неприпустимою по відношенню до, власне, єдиного кримського каналу, який активно адвокує його проукраїнську позицію. Я думаю, що зараз безпосередньо всі проукраїнські сили мають єднатися, щоб не припустити, щоб було якесь там блокування чи щось вплинуло безпосередньо на фінансування і на мовлення, тому що, звісно, що АТР дуже важливий для реінтеграції і взагалі підтримки якогось зв'язку з проукраїнською спільнотою на теренах тимчасово окупованого півострова. Без телеканалу АТР неможливо вбити окупантів в інформаційній війні, наголошує Лінур Іслямов. А зупиняти цю боротьбу не можна ні на мить. Крымские татары – это про свободу, про честь и достоинство, потому что мы совесть, отчасти совесть, часть большой совести украинцев всех. Потому что поддержка нас – это поддержка всей Украины. Политически мы сегодня ведем фронтальную войну с оккупантом. Фронтальную и информационную, и оккупационную, находясь там в сопротивлении. Те члены Меджлиса, которые там, они находятся в каждодневном контакте с оккупантом и каждый день идут фактически как на смерть. Голова Меджлісу Рефат Чубаров налаштований оптимістично. Впевнений, що ситуація вирішиться, але є 2 шляхи. Які yolu var? Ya da şimdi hükümet ne? Є 2 шляхи вирішення. Або ви перебуваєте у протистоянні з владою, або ж працюєте з владою, захищаєте інтереси АТР. Я прихильник другого шляху. Був такий радянський сатирик Райкін. Він говорив, вам потрібне таксі чи шашечки на ньому. Тому зараз і ви для себе повинні зробити вибір. Taksiye size
taksi kullanması gerek. По роз'яснення ми звернулися до Міністерства реінтеграції з офіційним запитом. Згідно з законом, вони мають відповісти в наступні 2 тижні. Крім того, наш телеканал звертатиметься до Європарламенту та посольств наших західних союзників в Україні. Телеканал, який дає надію, і цього разу повинен вистояти і довести своє гасло «Нескорений». Владислав Стожук, Заман, АТР. Голос Криму має бути в ефірі. Українські політичні діячі, музиканти, журналісти, громадські діячі, правозахисники висловили свою підтримку телеканалу АТР. З кожною хвилиною у соціальних мережах все більше таких відеозвернень. Зі словами підтримки звернулися адвокат Микола Полозов, народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Ясько, соліст гурту «Козак Сістем» Іван Леньо та багато інших. Вони закликають владу відновити фінансування першого кримсько-татарського телеканалу. Кажуть, АТР є невід'ємною складовою у поверненні окупованого Криму до України. Телеканал, який кожного дня веде інформаційну війну із Росією, потребує допомоги української держави. А перепони окремих чиновників у наданні фінансування виглядають як спроби саботувати цю боротьбу. Окупаційний суд в Судаку достроково зняв судимість з кримсько-татарського активіста Бекіра Дігірмінджі. Окупанти засудили його в квітні 2019 року на 3 роки ув'язнення умовно за фальсифікованим звинуваченням у вимаганні грошей у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. Разом з Дігірмінджі окупанти засудили ще 3 кримсько-татарських активістів – Казіма Аметова, Руслана Трубача та Асана Чапуха. Їх затримали в листопаді 2017 року у кафе «Мідабори» після зустрічі з Юсуфом Айтаном. Громадянин Туреччини взяв гроші в борг у Віджія Кашка, а коли відмовився повертати, вона звернулася до них за допомогою. Під час спецоперації ФСБ ветеран кримсько-татарського національного руху Віджія Кашка загинула. Бекір Дігірмінджі подякував усім, хто підтримував його весь цей час. Сағылсын демак, что не забывает, поддерживает нас никогда. Her bir şey birlikle oluyor. Cemata bir ricam var. Mahkemelerden kalışmanız. Daha çok ballar oturuyor bizim mahkemeye. Bütün mahkemelere varınız. Yardım etiniz, destek olunuz onlara. Bir ozulara kalmasınlar. Держсекретар Сполучених Штатів Америки заявив про готовність надання летальної зброї Україні. Це сталося під час першої телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Ентоні Блінкен запевнив у готовності нової адміністрації США розвивати економічну і військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї. Дмитро Кулеба наголосив на важливості залучення Сполучених Штатів до реалізації Кримської платформи і отримав запевнення в підтримці США цієї ініціативи України. Немножко дежавю, по-моему, за историю АТР в Киеве 3-й или 4-й раз приходится спасать канал, который лишен финансирования. У нас в гостях человек больше, чем Крым. Павел Казарин, привет. Привет. Нет, все-таки я думаю, что Крым больше, чем я. Я просто напомню нашим зрителям, почему так важно говорить об АТР и что происходило. Если бы не АТР, в принципе, страна, Украина и мир не знали бы, как происходила эта так называемая мирная оккупация путинская Крыма. Именно благодаря тогда вещанием и стримом АТР со всего Крыма, и мы видели и проукраинский митинг возле Верховной Рады Крыма, который стал днем сопротивления. Ровно через год, в 2015 году, 1 апреля, оккупационная власть по надуманным причинам лишила АТР лицензии. АТР был вынужден перебраться в Киев в 2015 году. И та же проблема была сразу после переезда. Буквально уже в 2016 году стоял выбор оставаться в Украине или переезжать в Литву. И тогда только после этого скандала с отъездом АТР, возможным из Украины, власть обратила внимание и началось его финансирование. И вот в прошлом году то же самое со сменой власти опять была попытка так АТР забыть про АТР, забыть вообще про Крым. И повторяется ситуация уже сейчас. Вот с одной стороны у нас президент, который говорит о том, что вот если бы он вообще Крым бы даже не сдали. С другой стороны, какие-то крымские темы проваливаются. Вот это не только вопрос АТР, это вопросы и вдруг референдума по Крыму от Кравчука. Что это вообще происходит? Честно говоря, я не уверен, что сегодня у власти есть какой-то единый голос, которым она говорит. Потому что
Леонид Макарович говорит своим голосом, когда Фокин был в трехсторонней контактной группе, он говорил своим голосом и в итоге понес за это политическую ответственность и был из ТКГ убран. Поэтому, мне кажется, вот нет какого-то единого властного хора, когда вот какого-то монофонического такого звучания, когда ты понимаешь, из чего, собственно, интенция власти состоит, да, поэтому... Ну, власть это Зеленский? Ну, Зеленский, наверное, думает, что да. Тогда кто голос Зеленского? Или чьим голосом про Крым может говорить Зеленский? Мне кажется, что Зеленский сегодня ведет себя немного похож на неофита, да, как вот мольеровский персонаж, который внезапно обнаружил, что всю свою жизнь говорил прозой, так и Зеленский внезапно, чем дальше, тем больше входит во вкус президентства и обнаруживает все новое количество тем, о которых считает необходимым высказываться вслух. И вот и теперь это там тема, например, полуострова. И он начинает говорить о том, что если бы он был в 2014 году президентом, то, соответственно, не произошло бы там зеленых человечков в Крыму. Хотя... Почему это? Это вот как это напоминает Азарова и Януковичевские постоянно апеллирование к попередникам. Вот эта вот тема... А что дальше? То есть мы же ждем вот этого вектора от настоящего к будущему, а не от настоящего к прошлому. Если бы я был, если бы не попередник. Я думаю, что в значительной степени мы еще должны понимать там природу его интервью для телеканала HBO. Это попытка такой заочной коммуникации с новой американской администрацией. То есть вот, а есть тот такой Александр Иванович Добчинский, знаете об этом, да? И вот это попытка произнесения каких-то месседжей вовне. Но, честно говоря, на мой взгляд, они были настолько неудачно произнесены, что вот наоборот, хочется, чтобы к ним не прислушались в Вашингтоне, а чтобы наоборот их не заметили. Потому что когда Зеленский говорит вслух о том, что первое, чтобы он спросил Байдена, это почему Украина до сих пор не в НАТО, и я надеюсь услышать честный ответ, то даже подобная формулировка предполагает, что Байден-то обычно-то врет, а тут вот внезапно, может быть, пойдет поперек своего обыкновения и скажет, да, Зеленскому честный ответ. Месседжу, как надо относиться к тому, что все-таки Зеленский сторонник быстрой евроатлантической интеграции, или это такая риторика обиженного президента? Мне иногда кажется, что Зеленский это Хлестаков. Вот в чем феномен Хлестакова был в «Ревизоре»? А он всегда притворялся тем, кем его хотело видеть его окружение. То есть его приходит там, я не знаю, там один персонаж Хлестакова и говорит, а вот вы с Пушкиным знакомы? И он начинает придумать, как он с Пушкиным знаком. А второй персонаж приходит к Хлестакову и говорит, а вы, наверное, на госслужбе? И он начинает рассказывать про 10 тысяч одних курьеров в синях. Вообще история «Я такой, каким вы хотите меня видеть» да. Это вообще история про политиков, популистов. То есть, а здесь границ нет у нас уже. Я полагаю, что нет. Тем более, что Зеленский это неофит. Я не очень убежден, что он помнит события 2014 года. Если бы он хорошо и отчетливо прожил бы 2014 год так, как прожили их в Крыму и на Востоке, то вряд ли бы он в июне ездил бы в Москву снимать свой фильм «8 первых свиданий». Да? И его нынешние слова о том, что будь он президентом, никаких зеленых бы человечков, все бы умерли, но зеленых бы человечков не было, они как-то не особенно вяжутся с тем, что сам Зеленский ездил на гастроли и на съемки в Российскую Федерацию на протяжении всего 2014 года. Да. И слава богу, что, наверное, не умер, но как-то себя перепридумать задним числом, это тоже не очень порядочно. И я в этом смысле, когда мы слышим разные заявления по поводу Крыма, я вот как раз призываю... Есть голоса и есть голоса. Есть Леонид Макарович, который очень часто говорит, как Леонид Макарович Кравчук, как первый президент Украины, которому позволено чуть больше. Он не аппаратный чиновник и не заперт в там, я не знаю, в пуговице своей рубашки. Есть люди, которые являются исключительно аппаратными людьми. Например, там Андрей Ермак, ему вот что по должности позволено говорить, или министр иностранных дел, да? А есть люди, которые делают не чиновничьи заявления, а политические. То есть Давай пройдемся по этим людям. Кравчуку ответил не президент. Кравчуку ответил Дмитрий Разумков, да, глава Верховной Рады. Дмитрий Разумков, который стал известен в эти же дни своим роликом... я не посмотрел. Зря. Вот что мы сейчас будем обсуждать вообще? Это ролик... Дмитрий Разумков хочет быть президентом. Одиноко заезжает в Верховную
Раду, открывает кабинет, в котором сидит Дмитрий Разумков. В общем, это спойлер такой про ролика. И, ну, как бы практически вона працює. Вот из этой серии. Реклама Дмитрий Разумков, и все увидели в этом чуть ли не старт или даже фальстарт президентской кампании самого Разумкова. Ну, я охотно верю, что у Дмитрия Разумкова есть большие политические амбиции. И этот человек вряд ли неофит, понимая его даже бэкграунд. Он понимает все процессы до тонкости. Я думаю, что он как раз политик в значительно большей степени, или такой вот такой молчалин, что ли, я вот не знаю, что-то меня понесло на аналогии с русской литературой. Ну, пусть будет молчалин такой вот себе, да, вот человек, такой профессиональный карьерист, профессиональный бюрократ с политическими амбициями. Я думаю, человек, который сегодня перестал быть русским, да, вот это немножко такой уход россиянина. Да. Сегодня Павел Казарин, которого Шарий травил за российский паспорт, причем травил уже в тот момент, когда ты был уже в процессе отказа от российского гражданства. В отличие от многих, эта процедура очень, по-моему, болезненная, долгая. Сколько она продлилась вообще? Там есть два этапа. Я сегодня официально получил справку из посольства, что да, мое российское гражданство прекращено, полученное в Крыму после аннексии. Там есть два этапа. Этап сбора документов, потому что мне, как человеку, который не может въехать в Крым, некоторые вещи, некоторые справки приходилось получать через систему доверенностей. Ну, например, выписаться с места прописки, да, в российских документах. И это требует сложной процедурности. Или получать там справки из межрегионального центра по налогам и сборам об отсутствии задолженности перед российским бюджетом, да, и так далее. Вот. И вот там съела большую часть времени. А потом непосредственно процедурная часть с консульством. Она бы могла закончиться быстро. Она могла начаться в январе и закончиться, может быть, в сентябре, но вмешался карантин. В январе ты заполняешь документы на сайте российского консульства. Первый визит был на подачу документа был назначен на март. В марте начался локдаун. Все это сдвинулось в итоге на июль. В июле у меня приняли документы, прошло полгода, и вот сегодня мне выдали справку о том, что... В общей сложности это заняло 1,5 года где-то. Непосредственно год. Это процедура уже общения с посольством, и до этого примерно 1,5 года ушло на сбор документов. Возвращаясь к тем, кто отвечает на вот такие вот вещи, как референдум по Крыму, который предлагает провести Леонид Макарович. Я, честно говоря, читал его заявление, не до конца понял, что он имел в виду. Какой референдум? Какой вопрос референдума? Какой-то честный референдум. Какой-то, вот. Знаешь, вот если это нечестный, то какой-то честный референдум. Честно говоря, я как бы... Ну, мы так поняли. То есть Леонид Макарович иногда так говорит, что потом он сам себя же может откомментировать в любую сторону. Вот именно, да. Поэтому бог с ним, с Леонидом Макаровичем. Мне, с одной стороны, очень радостно. Например, мне важнее что? Что Зеленский начал говорить о Крыме. Лучше пусть говорит, чем молчит. Лучше пусть повторяет правильные вещи. Лучше пусть даже неправильные вещи. И в обществе будет какой-то по этому поводу, знаешь, конфликт на поверхности. Ну, во-первых, да, если первое лицо говорит о Крыме, то какие-то темы начинают публично вслух звучать. Это первый момент. Во-вторых, политики нередко становятся заложниками единожды сказанного. И если президент вслух говорит, что для него тема Крыма, тема крымских татар там важна, то как минимум это остается в слово не воробей, условно говоря. Другое дело, было бы неплохо, если бы какие-то публичные заявления еще бы подтверждались делами. И вот делами все иногда делают вид такой наивный и, знаешь, списывают все на неофитизм, а крымские татары как какие-то марсиане, о которых они вот только-только узнали, еще не изучили, и даже ДНК, геном крымско-татарский им неизвестен, и его надо заново каждому, кто приходит во власть, изучить. Вот все-таки Алексей Резников, нельзя его назвать неофитом, человек неплохо понимающий, по-моему, ситуацию по Крыму и Крым. Эта история, даже если возвращаясь к АТРу, попытка тот бюджет и тот недостаточный бюджет, половинный бюджет на АТР, который есть, попытка выводить его на некий конкурс, противоставлять, причем еще один изгнанный канал из Крыма, еще один канал, который и вещал во время Майдана Черноморку, да, как бы противопоставлять сюда Суспиля. Смысл всех вот этих игрищ. Осман, сразу скажу, не буду ничего комментировать, просто потому что я об этой истории узнал совсем недавно, не вникал в нее, к сожалению, не знаю предысторию, журналистская этика не позволяет мне комментировать тему, внутрь которой я не погружен. Действительно, Алексей Резников, он профессионал, он великолепный юрист.
я очень надеюсь, что взаимовыгодный компромисс будет найден в этой всей истории. И в то же время Алексей Резник — это человек, который, например, его интересная инициатива популяризации крымско-татарского языка по всей Украине. То есть человек видит крымско-татарский язык как язык народа. Это его инициатива. Мне в этом смысле, более того, мне как крымчанину, человек, который помнит период, и когда и Черноморка была лучшим каналом полуострова, и период, когда АТР был лучшим каналом полуострова, разумеется, у меня мои ностальгические соображения хотели бы, чтобы и Черноморка, и АТР продолжили бы свое существование и присутствие в медиапространстве страны. Поэтому я единственное в данном случае буду искренне держать кулаки за то, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее и в ситуации win-win, условно говоря, когда все победили. Находясь о людях, которые вокруг Зеленского могут говорить о теме Крыма, есть тот же Дмитрий Кулеба. Во-первых, здесь мы видим абсолютную преемственность власти. Дмитрий Кулеба был непосредственным человеком во внешнеполитическом ведомстве и при Порошенко, и так по наследству перешел сначала на более высокие должности и вице-премьер-министра иностранных дел уже при Зеленском. Мы видим, что в этой части страна идет цивилизованно, да, то есть она не меняет кардинально людей во внешнеполитическом ведомстве. Это человек, который инициировал Крымскую платформу, чьи слова, кому ближе ухо все-таки президента? Или Ермаком оно, на твой взгляд, если у тебя есть инсайды, монополизировано? Я боюсь, что, к сожалению, я не могу такими инсайдами похвастаться и мерить министра по степени их приближенности к телу с моей стороны было бы просто непорядочно по отношению к зрителям. У меня нет такой информации. Но я думаю, что украинский Кабмин в этом смысле и работа его министерства — это классическая история, я уже много раз говорил, про столбчатую диаграмму, когда, условно говоря, по каким-то министерствам, там, скажем, отрицательные результаты, да, и никакого прогресса, а по каким-то прогрессам, там, как кто-то говорит, что Министерство цифровой трансформации хорошо работает, что Министерство иностранных дел хорошо работает, что... И мы уже много раз говорили, в значительной степени все определяется тем, есть ли у какой-то идеи или у какого-то проекта человек, который способен ее пушить, который способен ее толкать. Есть ли у документа ножки. То есть, условно говоря, если есть именно Джепар, то мы можем предположить, что она тот человек, который будет адвокатировать крымскую платформу внутри Министерства иностранных дел. И очень хорошо, что есть такой адвокат у этой идеи. А если, соответственно, у какой-то идеи адвоката публичного нету, человека, который будет заниматься ее лоббизмом аппаратным, то и исход будет соответствующий. Я не знаю, как ты расценишь, если я подниму еще тему, в которой у тебя может быть конфликт интересов, но еще одна важная тема и для крымских татар, и она до последнего времени неплохо лоббировалась в Таврическом национальном университете, один из успешных проектов воссоздания крымского вуза здесь, в Киеве. Там тоже происходят какие-то такие странные вещи. Ну, про ректор твой отец, и попытка, мы видим, такого внутреннего смещения. Насколько я знаю, в марте должны пройти выборы ректора. Сейчас руководитель вуза, он находится в статусе ИО. Это министерский приказ, и следом должны пройти выборы. На выборы зарегистрировались разные претенденты, и помимо, собственно, моего отца, причем там среди тех людей, которые зарегистрировались на выборы, есть, как я понимаю, очень достойные, порядочные люди, так и люди, скажем, профессиональная биография которых отмечена самыми разными вещами, включая, там, не знаю, Плагиат для чиновников. Защиту диссертации сына Януковича, там, например, да, там, или там написание диссертации видным регионалом. И вот этот человек сейчас является главным претендентом на пост ректора. Он один из, не знаю, насколько велики его шансы, выборы покажут, не могу комментировать, потому что не знаю внутреннюю конъюнктуру ситуации. Но все же это сопровождалось еще какими-то уголовными делами в отношении Владимира Павловича Казарина. Я так понимаю, что это история про многочисленное разбирательство. Как и любая государственная контора, она в процессе своего существования проходит огромное количество судебных тяжб, потому что для того, чтобы уволить человека, который нарушает, я не знаю, там, трудовой распорядок, тоже нужно быть готовым к тому, что там, даже попытка его уволить будет сопровождаться не одним, не двумя, а несколькими судебными заседаниями. И там, насколько я понимаю, главное, чем человек, который пытается сместить Владимира Казарина с поста,
ректора, это бьет, опять же, российский паспорт, да? Да, да, просто... вот эта тема российский паспорт, которая сразу как красная тряпка в нашем обществе, но мы имеем другую проблему, Павел. Мы сейчас не можем фактически в автоматическом порядке детям, рожденным в Крыму уже после оккупации, давать украинское гражданство. То есть сейчас, с одной стороны, мы не хотим якобы российского гражданства у тех, кто там есть, и делаем вид, что не знаем, что у 2 миллионов людей, из 2 миллионов людей есть эти российские паспорта, хотят они этого или нет. С другой стороны, мы отягощаем людям возможность не просто выезда с отсутствием документов, но проходить какую-то судебную процедуру. Там есть проблема, да, там есть большая проблема, связанная с тем, что детям, у которых там нет украинских документов вообще, не получают украинские документы в первый раз, там нужно матери или отцу привести 2 свидетелей, которые скажут, да, это там такой-то, такой-то, вот дайте ему документы. И, конечно, скажем так, для людей, которые, может быть, истово хотят получения украинских документов для своих детей, они готовы будут преодолевать подобные трудности, но для всех остальных это будет история про стоит ли овчинка выделки. И да, и ситуация с моим паспортом, она обнаружила здесь на материке определенные вещи, которые, может быть, не бросались в глаза так рьяно, потому что, ко мне можно как угодно относиться, и ради бога, то есть меня никто не обязан ко мне относиться сколь бы то ни было позитивно. Однако есть реальность, и в этой реальности действительно крымчане после 2014 года, после событий 2014 года, они получали российские документы. Кто-то получал весной, кто-то летом, кто-то осенью, кто-то в 2015 году и так далее. Но это была такая неизбывная реальность оккупационного существования. Без аусвайса очень сложно справиться. И если мы полагаем наличие российских паспортов у крымчан свидетельством, таким единственным значимым свидетельством их лояльности, тогда мы сами себя загоняем в угол. Потому что, например, все пророссийские ребята, все 23 года независимости Украины с 91 по 2014, они как раз у себя наличие украинских паспортов не воспринимали как маркер лояльности по отношению к украинскому государству. Вот, и вышли в итоге встречать с триколорами российскую армию. Поэтому, это в очередной раз вписывается в тот старый нарратив о том, что порядок жизни на оккупированных территориях для многих людей на украинском материке остается либо мифологизированным, либо не до конца понятным и понятым, либо, соответственно, окруженным огромным количеством домыслов. А если этот нарратив продвигают, в том числе люди сами не особо лояльны к Украине, вот как Шари, в публичной сфере, да, то дискурс, опять-таки, возвращаемся, не поддерживает сама власть. То есть, когда говорим о дискурсе, власти есть чем заняться. От паспортов для юных граждан Украины, рожденных уже после оккупации, да, до финансирования и телеканала АТР, и телеканала Черноморской телерадиокомпании, и общественное вещание, которое имеет в составе регионального вещания и вещания для коренных народов по концепции, должно иметь, не противоставляя друг другу. То есть власти есть чем заняться конкретно. Вместо этого мы говорим либо о референдумах, либо о том, как умрем в 2014 году. Я помню, что в 2014 году была большая дискуссия, нужен ли отдельный вице-премьер по делам Крыма. Были голоса, которые звучали в пользу того, что нужен. Были голоса, которые звучали в пользу того, что не нужен, что ответственность за Крым должна в равной степени находиться на всех министерствах и так далее. Тогда мне казалось, что, может быть, действительно не нужен отдельный вице-премьер, чтобы... А возможно, я был неправ. Возможно, на самом деле нужно, чтобы была какая-то сфера ответственности, какой-то проводник государственной политики или как минимум какая-то институция, которая бы подобную политику определяла. Не знаю, но, возможно, из-за того, что нет какого-то единого центра координации, мы продолжаем жить в пространстве такого ситуативного, хаотичного, инструментального, реактивного реагирования. Реактивность программы. Сейчас на прямой связи с нами министр транспорта в прошлых правительствах во времена президентства Петра Порошенка Владимир Омелян. Доброго вечора, пане Володимире. Чуєте мене? Вітаю вас, добре чую і бачу. От ми якраз з Павлом обговорюємо про те, намагаємося зрозуміти, де є голос нинішньої влади щодо Криму. Коли вона говорить про якийсь референдум, можливо, в Криму словами Кравчука, або про
ледь не загибель в 2014 році самого Зеленського за Крим, чи коли вона знову зупиняє фінансування медій з Крима, зокрема АТР, і ускладнює життя тим громадянам України, які народилися вже після окупації, не можуть отримати документи. І взагалі, яке ваше розуміння цієї влади щодо її політики по Криму? Ну, якщо ви дозволите, я б хотів почати з того, що привітати Павла Казарина, що він же є 100% українцем без жодних піввідсотка чи навіть де юри. От, я дуже тішуся з цієї нагоди, і це насправді правильна крапка в цій історії. Бо ми його дуже поважаємо, дуже цінуємо, і так само, як і вас, і любимо. Щодо ситуації з Кримом, треба сказати відверто, що ця влада не готова до будь-яких кардинальних рішень чи змін. Політика цієї влади просто замовчити проблему, щоб вона, як вони вважають, розмовчиться сама по собі. Або українці забудуть про Крим, або щось станеться інше, але точно без будь-яких зусиль з боку Зеленського. Ми бачимо, що питання Криму під час єдиного заходу нормандського форматі на вищому рівні піднялося лише на прес-конференції. Коли Зеленський розумів, що якщо він це не озвучить, то його вдома будуть вітати дуже по-різному. І він тоді набрав повітря в груди і його озвучив. Але ситуація з вашим каналом для мене є показовою. Бо якщо б дійсно Крим був пріоритетом для української влади, то точно би не було жодних проблем у фінансуванні, підтримці і поширенню мережі мовлення АТР на всю Україну і на весь світ. Та як ви виживаєте зараз, це ви виживаєте знову ж таки, як всі українці, всі волонтери, заради ідеї, а не з підтримкою влади. Пане Володимире, тим не менше, ми це із Павлом обговорювали. У владі зараз людей, яких ви знаєте, яким тема Криму не чужа, їх не можна звинувачувати в проросійськості. Зокрема, віце-прем'єр Олексій Резніков або людина, яка ініціювала зараз Кримську платформу, це Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, і його перша заступниця Еміне Джипар. Ці люди були дотичні і до попередньої влади. Чи їх голос впливає на Зеленського, чи інші групи по Криму формують порядок денний у президента? Ви знаєте, ці люди є. І вони справді переживають за долю України, вони справді докладають максимум зусиль. Але треба чітко розуміти, що рішення щодо Криму, рішення щодо Росії схвалюються в одному кабінеті на Банковій. І достатньо часто це не кабінет навіть Зеленського, це кабінет Єрмака, який на себе переключив повністю всю зовнішню політику і займається тим, що максимально затягує момент вирішення кримського питання. Я так розумію, що пан Єрмак має особливі стосунки з Москвою і не хоче їх зіпсути. Одного разу він же підтвердив свою відданість Кремлю, зливши фактичну справу вагнерівців, а далі пробує просто замовчувати, відтягувати питання Криму. Але я вдячний нашим американським партнерам так само, окрім тих людей, які ви назвали в українському уряді, які чітко наголошують на тому, що не може бути окремого розв'язання окупованих територій на сході України і не розв'язання питання Криму, не повернення його в склад України. І я сподіваюся, що спільно з нашими міжнародними партнерами ми будемо мати таку владу, яка буде відстоювати українські інтереси, а не узгоджувати їх в Москві. Дякую. Це Володимир Омелян, екс-міністр транспорту, який прокоментував своє бачення того, що відбувається зараз у кабинетах влады в позиции до Крыма. Абсолютно четкое политическое заявление, что фактически министр иностранных дел Ермак. Фактически тема Крыма замалчивается, потому что есть некие побажания с Москвы. Я просто до конца, скажем так, министром иностранных дел времен президентства Петра Порошенко был тоже не столько Павел Климкин, сколько Петр Порошенко. Потому что эта тема была ему близка. Потому что он был министром иностранных дел. И он англоязычен. Да. И вообще Петр Порошенко, он был любым министром фактически. Он был министром финансов, он был министром экономики, он был всеми министрами сразу. Кроме министра внутренних дел, да. Да. Сейчас действительно центр принятия решений в значительной степени. Он действительно в офисе президента, и Андрей Ермак на себя замыкает многие вещи. Хорошо ли это? Не уверен, потому что не до конца понятна интенция этой власти, чего она хочет, как она, какие приоритеты перед собой ставит. И да, Андрей Ермак на себя замыкает большую часть международки. Меня, конечно, это смущает. Я, честно говоря, когда Петр Порошенко был президентом, мы не всегда вспоминали фамилию главы его администрации.
Ну, потому что как-то он воспринимался как... Был ранен. Да. Еще кто-то был. Был. Да, который был субъектен очень. Да, а в этом смысле, понимаете, меня очень смущает, когда субъектность у главы президентского офиса не меньше, нежели у президента, потому что непонятно, кого слушать. Ермака или Зеленского, кто вырабатывает, кто продуцирует политику. Если опять-таки доверять словам Амельяна, то расчет на некое забытие Крыма украинцами, понятно, что в каком-то обозримом будущем это не произойдет. Да? Вот и любые социологические опросы говорят, что украинцы не готовы. Ну, во всяком случае, пока мы не знаем, когда вырастет новое поколение, как оно будет на это реагировать. Если еще оккупация продлится еще 7 лет, уже скоро 7 лет. А с другой стороны, ведь можно, в принципе, вот так вот иногда вспоминать и даже вбрасывать что-то про Крым очень патриотическое и яркое, но ничего на самом деле по факту не делать, не двигать ситуацию. Это ведь никак не влияет на электоральное настроение украинцев на выборах президентских или парламентских, правильно? Я полагаю, что во многих вещах нужно просто руководствоваться принципом той же исторической справедливости. Тем более, что я говорил уже как-то в этой студии, что многие решения по теме Крыма, они не требуют даже бюджетных ассигнований. Это вопросы исторической топонимики, связанные с Крымом. Может быть, Верховная Рада не может своим указом переименовать, условно говоря, улицы, потому что это должны по закону делать органы местной власти. Да? Но название городов она может делать, переименовывать, а она по Крыму этого делать не хочет, точнее сделала, но вот с отсрочкой на момент деоккупации. Ты говоришь в рамках декоммунизации, если мы говорим даже о депортации 1944 года, это более 1000 топонимов. А если мы говорим о декоммунизации, это всего 75. Это даже не 10%. И даже эти 10%, по такой, мы называем это поправка Власенко из Батькивщины, да, которая обусловила это после деоккупации. В отличие от оккупированных регионов Донецкой и Луганской области, где такой поправки нет. Они также оккупированы, но переименованы. Ну да, я в этом-то, понимаете, ведь на самом деле... Многие действительно вещи, они измеряются в том числе вот этими символическими линейками, да, символическими весами, потому что это вопрос исторической справедливости. Для кого-то секрет, что вот этот флаг якобы Крыма, на самом деле это российский триколор, просто с разной шириной полосок. Просто его авторы в начале 90-х искали сочетание белого, синего и красного в той комбинации, в котором оно еще не используется в мире. И вот нашли такую, да. А знаешь, для многих в Украине бывает иногда открытием, что это и есть официальный флаг Автономной Республики Крым, который у нас существует по закону об Автономной Республике Крым. Это любопытно, да. Но... Потому что все 6 лет символически министры иностранных дел поднимают везде крымско-татарский флаг, когда говорят о Крыме. Да? То есть в Канаде или в Брюсселе или возле здания МИДа, вот понятно, когда говорят о Крыме, поднимается флаг, вот этот вот голубой стяг с желтой тамгой, и у части украинцев ощущение, что это и есть наш флаг Крыма. Это нет. На самом деле российский триколор, официальный, украинский официальный флаг Крыма. Да, красно-бело-синяя, если не ошибаюсь, триколор. И да, он скомпрометирован, как и вся другая крымская топонимика, которая без изменений была принята оккупационной стороной, что тоже о многом говорит. И да, я полагаю, что, безусловно, очень большой корпус вопросов, связанных с символическими решениями, но связанных с вопросами исторической справедливости, они могли бы решаться Киевом, и он бы не смог объяснить, что на это нет денег, потому что для решения этих вопросов нужна только политическая воля. Другой вопрос, есть ли она? Я искренне убежден, что, к сожалению, возможно, в нынешней власти не так много людей, которые, в принципе, понимают глубоко крымскую проблематику. И возможно, что и сам Владимир Зеленский до недавнего времени принадлежал к тем людям с материка, для которых крымские татары — это тюбетейки, экзотическая кухня, несколько недель в Ялте во время летнего сезона, где ты с ними пересекаешься, и вот такой вот себе набор стереотипов, да? И, возможно, он тоже для себя стал открывать крымско-татарскую. Да, безусловно, да. И, возможно, он тоже для себя крымско-татарскую тему стал открывать очень недавно, да. И вот,
я как раз этому не удивлен. И поэтому я вообще глубоко убежден, что Владимир Зеленский, конечно, за последние 2 года очень сильно вырос как президент, но все равно он бесконечно далек от того уровня компетенции, который требуется на президентской должности. А по каким признакам ты делаешь эти выводы о его росте? Потому что он меньше глупостей говорит вслух. Но по Крыму еще... то есть не, он продолжает говорить нелепые вещи, но уже меньше, но реже, да. Да, то есть ты как-то это отслеживаешь по каким вопросам? По своим субъективным ощущениям. А мог бы чем-то поделиться? То, что произвело на тебя впечатление, что ты ожидал более глупого высказывания? Как минимум мы уже не видим видео, на которых ему объясняют, что, соответственно, можно чиновникам платить по 4000, учителям школьным по 4000 евро зарплаты в месяц, и он радостно кивает в ответ на эту инициативу. Просто потому, что он, наверное, уже понимает, что такое переговоры с международными донорами, что такое общение с американскими партнерами, что такое встречи там с канцлером Германии. Наверное, возможно, он избавился от идеи, что можно сесть за один стол с Владимиром Путиным и договориться посередине и так далее, и так далее. То есть, как минимум, наверное, арифметику президентской должности он осилил, но там же еще впереди и математика, и высшая математика, и алгебра, и геометрия, и вот на это ему президентской каденции может и не хватить. Потому что мы не совсем еще понимаем, да, какой будет политика новой администрации по нынешней власти. Я очень надеюсь, что скучная. Я вообще хочу очень скучной политики. А как должна выглядеть скучная американская политика по отношению к Украине? Это политика бескрайности. Потому что, вот, например, Байден был проявлением одной крайности, одного политического национализма, да, Соединенных Штатов. Трамп, имеешь в виду? Ой, да, прошу прощения, конечно, Дональд Трамп. И был большой риск, что следом маятник качнет резко влево, и какая-нибудь условная другой полюс американской политики придет на смену Дональду Трампу. А прелесть Джо Байдена, ну, во всяком случае, его такое видимое преимущество, что он, как минимум сейчас, выглядит как политик, который тяготеет к центру американской политики в том виде, в котором она существовала и прежде. И способен балансировать самые разные интересы. Поэтому я бы очень хотел... Он известен, стал тем, что все коррупционные папочки еще прошлой власти озвучивал именно Байден. И он известен и не только этим. Это человек, который лично помнит и Джейсона, и Веника. Это человек, который пережил несколько волн санкций, и первые волны против Советского Союза, и отмену и в 90-е годы, и введение... Он очень хорошо знает эту территорию. Я очень на это надеюсь, и это человек, в команде которого профессиональные бюрократы, ведь структура американской бюрократии, она имеет такую шахматную систему, то есть при этом президенте ты комитет начальников штабов, там здесь вот командующий каким-то экспедиционным корпусом, потом министр обороны, да, здесь ты зам госсекретаря, здесь ты первый зам госсекретаря, при этом президент, потом хоп, и ты госсекретарь. Вот при Трампе эта традиция была сломана, потому что Рекс Тиллерсон там и многие другие его креатуры — это люди не из мира профессиональной бюрократии, это люди из мира бизнеса и так далее, и так далее. Джо Байден возвращает пространство американской дипломатии, американского бюрократического быта вот в это прежнее понимание нормальности со скучными людьми, которые говорят вещи, которые умеют слышать, умеют запоминать и обладают какой-то институциональной преемственностью. Если возвращаясь к тому, что мы говорили перед американцами, американским президентом, те символические вещи, которые для власти ничего не стоят, никаких денег, это изменение символики крымской на актуальную, изменение формы самой автономии, которая у нас существует как закон о Конституции Автономной Республики Крым, и возвращение топонимии, которая, в принципе, является следствием депортация, которая даже в Российской Федерации, в стране оккупанте, считается преступной, и Украина могла бы сделать этот шаг, она не делается. Вот эти символические вещи, которые бесплатные вещи, не делаются, потому что это болезненно для России, и Зеленский не хочет с Ермаком раздражать даже в этих символических моментах. Или это просто не делается, потому что это делается? Что ты знаешь о Закарпатье? А что ты хочешь знать о Закарпатье? Я думаю, что просто они знают о Крыме примерно столько же, как средний житель
не знаю, может быть, там средний полос, там, не знаю, центральной Украины знает о Закарпатье. Возможно, у них просто есть дефицит понимания того, что требуется какая-то отдельная политика. Возможно, у них есть дефицит понимания того, что чем крымские татары отличаются от венгерской диаспоры, которая живет в Украине, или чем они отличаются от, там, не знаю... То есть ты считаешь, что надо каждый раз повторять наличием Венгрии или Румынии, как минимум? Нет, да, я думаю, что для многих из этих людей они не интересуются реальностью украинских медвежьих углов. То есть, или того, что они считают медвежьими углами. А я думаю, что это просто вот история, может быть, про дефицит компетенций. Дефицит компетенций, который, соответственно, провоцирует, а точнее не провоцирует желание чем-то заниматься. Кстати, не воспринимаю твой вопрос на вопрос как иронию, потому что как раз-таки мне было бы интересно. Я, например, не знаю никого из журналистов и публицистов, которые знают свободно в Украине венгерский или румынский язык и могли бы нам объяснять из первоисточников саму Румынию или Венгрию. И я объясняю это тем, что мы просто бедная страна с ВВП $3000 на душу населения, в которой международной журналистики просто нету. Да? Мы не можем себе позволить. У нас вообще страна, в которой, которая производит дешевый контент. У нас медиа, которая производит дешевый контент, потому что репортажи — это одна из самых затратных как бы историй в медиапроизводстве, и поэтому вот это умение объяснять страну, вот этот диалогический язык не всегда развит в нужной степени. Вот эта диалоговая мышца иногда в некоторых местах у нас атрофирована. И этой власти, а потом любой другой следующий, кто-то должен объяснять постоянно Крым, как это должно выглядеть? Я думаю, что да, потому что я думаю, что для очень многих людей нет разницы между диаспорой и коренным народом. Это как должен быть даже не министр, а какой-то такой несменяемый госсекретарь, такой лорд-канцлер, который всегда, знаешь, который будет говорить, а мы сейчас будем говорить о Крыме. Или такой политический ликбез, такая вот папочка, ты достаешь, и вот такой, условно говоря, такой мануал по стране. Вот ты вступил в должность, открываешь, то есть, и вот как бы читаешь инструкцию по применению. Мануал, мы говорим о Крыме, но он нужен не только по Крыму в этой стране. Я полагаю, что точно так же, точно в той же степени, в которой мы, например, с тобой чуть больше знаем крымскую тематику, а реальность, например, Закарпатья, нам точно так же было бы хорошо, если бы у нас были люди, знающие специфику региона и умеющего его объяснять. И все-таки о том, что эти вещи не делаются, возможно, потому что, вот как Емельян сказал, потому что кто-то не хочет раздражать Россию. Насколько это серьезный фактор, не раздражать Москву? Как бы, или вот ты сказал, сидеть за одним столом с Путиным. Мне кажется, что сейчас уже меньше, чем в 2019 году, когда наверняка в офисе президента были иллюзии по поводу скорых и победоносных переговоров, которые приведут к миру или освобождению всех заложников. Если просто не стрелять. Да? Ну да, если не злить и так далее, и так далее. Сейчас, когда уже прекратились, по сути, обмен удерживаемыми лицами, когда Москва саботирует любые переговоры, открытие новых там контрольно-пропускных пунктов с оккупированным Донбассом, я думаю, что иллюзий по поводу успешных переговоров с Россией в офисе президента на Банковой должно быть все меньше и меньше. Поэтому мне кажется, что, возможно, этот фактор не злить Москву, его вес, его значимость, они в какой-то степени так снижаются. Хотя эти символы не меньше, чем просто стрелять. Они такие же стрелябельные, как и иногда даже больше. Тут есть еще один момент, я вот сейчас как раз не претендую. Некоторые вещи в украинском законодательстве поменять легко. Например, переименовать населенные пункты. Красноперекопск в Еникапу. Одним постановлением Верховной Рады. Даже собираться два раза не нужно. А, например, села, я не знаю, имеет ли Верховная Рада право переименовать, потому что надо смотреть украинскую конституцию. Возможно, переименование сел относится не к полномочиям Украинской Верховной Рады, а Крымской Верховной Рады. А пока она не существует, не избрана после 2014 года, а предыдущая как бы делегитимизирована, возможно, без изменения... Это делается чуть сложнее. Дело в том, что полномочия Верховной Рады Крыма регулируются, опять-таки, Конституцией
Республики Крым, которая является законом Украины. Да? И на самом деле меняется только закон. Что эти полномочия на себя перебирает Верховная Рада Украины. Например, эдхоком или на время оккупации. Это все регулируется законами, без изменения в Конституции. Я имею в виду, что, возможно, для решения каких-то вещей, связанных, например, с крымской символикой, там, со сменой флага, необходима предварительная юридическая работа. Я не юрист, мне сложно оценить, сколь легко и быстро она может быть проделана, но даже те вещи, которые находятся только исключительно в распоряжении украинского парламента, а не крымского, они, как то самое переименование крымских населенных пунктов, еще не осуществлены. Это, конечно, обескураживает. Если это обескураживает меня, представляю, как это обескураживает крымских татар. Чуть-чуть коснемся еще темы самой России. 2 недели подряд проходят акции протеста. И тут в Украине по-разному нам предлагается смотреть. Есть позиция тех, кто говорит, мы должны отслеживать, мы должны понимать, что происходит в России. Позиция Кулебы. Да, Крым, как он ему ответил, это бутерброд, который придется возвращать. Нам любые потрясения в России сейчас выгодны. Есть позиция Бабченко, который говорит, и тоже освещает, что ничем это не закончится, закончится посадками, и вообще нефиг обращать на это все внимание. Но мы замечаем, что впервые и в самом оккупированном Крыму проходят небольшие, очень слабые по сравнению с остальной Россией, но уже Навальный становится фигурой политической для Крыма, чего бы не было, не видели в предыдущие 6 лет. Ну, я думаю, что, с одной стороны, это сила привычки, то есть, условно говоря, нынешним 18-летним в Крыму в момент аннексии было 11. Им сегодня, если они хотят проявлять политическую субъектность на территории полуострова, больше нечем и не за кого выходить, кроме как Навальный. Украинцы не должны удивляться, что 15-16-летние крымчане, даже если они там лояльны будут когда-то к Украине или сейчас, они выходят сейчас за Навального. Ну да, а за кого, условно говоря, они еще должны выходить? Кто является носителем украинской субъектности на территории? Кто является носителем оппозиционной субъектности? К сожалению, украинских субъектов там все выдавлены, либо маргинализированы, либо сидят в тюрьме. Поэтому да, с одной стороны, к сожалению, это закономерно. А по поводу российских событий, ну, я полагаю, что мы должны отслеживать российские события по одной простой причине. Ты видишь, как они будут двигаться? Я имею в виду, что от российских новостей украинская судьба зависит. Вот от украинских новостей российская судьба не зависит. То есть, если Украина проиграет, и здесь будет fail state, хаос и так далее, то российской судьбы это не изменит. Ей не будет ни хуже, ни лучше. Ее будущее будет определяться санкциями, котировками цен на нефть, там, уличной преступностью, расколом элиты и так далее. Я совершенно не понимаю, почему россияне следят за украинскими новостями. Ребят, вас не должно это волновать. Это понятно, почему мы считаем, потому что чем у вас выше уровень нестабильности, чем меньше вы получаете денег от продажи углеводородов, тем меньше у вас ресурсов для того, чтобы направлять на войну с нами. У нас есть резон для того, чтобы вчитываться в ваши новости, пытаясь понять, насколько они вас усиливают или ослабляют. У вас нет резона всматриваться в украинские новости, потому что, ну, как бы, это очевидно. По поводу того, способны ли эти протесты перерасти в нечто большее, не знаю. Но, например, жесткое подавление этих протестов, возможно, чревато новыми западными санкциями против российской экономики. Чем это не повод для того, чтобы всматриваться и оценивать жесткость этих протестов? И это очень косвенно может влиять в длительном будущем на ситуацию по Крыму. Ну, я полагаю, что Крым — это как, я повторюсь, это как Толкиновское кольцо, как то, с чего все началось, и его судьба в этом смысле зависит в значительной степени от того будущего, которое ждет Российскую Федерацию. Она может выстоять, окрепнуть, весь мир погрузится в хаос, и тогда статус-кво 2014 года останется на долгие годы, или Россию может постичь новые 80-е, новые 90-е, и тогда вопрос Крыма снова будет открыт. На твой взгляд, каких предпосылок к чему больше? Не знаю. У меня бы спросили в декабре 13-го, возможно ли аннексия Крыма, я бы сказал, да нет, невозможно. Да, поэтому спросили в феврале 14-го, 25-го, это звучало бы, наверное, как бред. Да, поэтому я, честно говоря, не готов выступать прогнозистом такого масштаба. Я точно так же бы
в феврале 14-го, за несколько дней до аннексии, не допускал мысль о том, что подобное возможно. Павел Казарин, который с сегодняшнего дня окончательно больше не россиянин, который считает, что Украина давно задолжала крымским татарам, который принимал участие в марафоне Сейф АТР. Сегодня мы были с вами. Дальше новости на АТР. Оставайтесь. Спасибо. День бабака для кримсько-татарського мовлення. Телеканал АТР знову не може отримати фінансування з державного бюджету. Все через внутрішнє розпорядження Міністерства реінтеграції окупованих територій. Кошти в бюджеті є. Їх телеканал мав отримати як пряму підтримку. Але міністр Олексій Резніков змінив їх призначення на послуги. Тобто АТР має взяти участь в тендері. Тільки ні самого тендера, ні тим паче його умов не існує. Невідомі ні час, коли він відбудеться, ні навіть конкуренти АТР. За словами гендиректора каналу та віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Лінура Іслямова, який дізнався про зміни на зустрічі з Олексієм Резніковим, той повідомив, що на розробку тендера їм потрібно півроку, потім ще 2 місяці на сам конкурс. А це означає лише одне – влада шукає шляхи, як зробити так, щоб голос Криму перестав лунати в українському ефірі. Сегодняшние вот эти вот наши стресс-тесты, которые делает власть, это прямая дискриминация крымских татар. Мы стоим вне конкурсов всех. Мы телеканал коренного народа. Поэтому, когда нам говорят, что вы в очередь станьте, и таких, как вы, много, это уже сразу говорит о том, что они лишают нас політичного статусу. Про закриття АТР мріють вороги України та передусім Росія, наголошує Роман Безсмертний. Впродовж 4 років він вів перемовини з росіянами в рамках Мінського процесу і знає, як бісить окупантів тема Криму. Тепер, каже, блокування джерела правди про репресії окупантів може бути частиною угоди з Росією. А указівку міністерству, ймовірно, давав очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Для Москви я маю насамперед. Це АТР це просто кістка в горлі, і хоч ти гвалт кричи. І звідси, щоб будь-яке слово, яке звучить з каналу, яке чують в Криму, особливо яке чують татари, це для Кремля, це війна, це страх, це кошмар і так далі. Я не сумніваюся, що питання це там між Козаком і Єрмаком проговорювалося.
Придушення АТР обурило й депутатів з президентської фракції. Нардеп зі «Слуги народу» Віталій Безгін вважає, що навколо порятунку єдиного кримсько-татарського мовника мають згуртуватися всі парламентські сили, і, зокрема, учасники міжфракційного об'єднання «Кримська платформа». Разом народні обранці звертатимуться до уряду з вимогою розблокувати фінансування. Ситуація неприпустимою по відношенню до, власне, єдиного кримського каналу, який активно адвокує його проукраїнську позицію. Я думаю, що зараз безпосередньо всі проукраїнські сили мають єднатися, щоб не припустити, щоб було якесь там блокування чи щось вплинуло безпосередньо на фінансування і на мовлення, тому що, звісно, що АТР дуже важливий для реінтеграції і взагалі підтримки якогось зв'язку з проукраїнською спільнотою на теренах тимчасово окупованого півострова. Без телеканалу АТР неможливо вбити окупантів в інформаційній війні, наголошує Лінур Іслямов. А зупиняти цю боротьбу не можна ні на мить. Крымский татар — это про свободу, про честь и достоинство, потому что мы совесть, отчасти совесть, часть большой совести украинцев всех. Потому что поддержка нас – это поддержка всей Украины. Политически мы сегодня ведем фронтальную войну с оккупантом. Фронтальную и информационную, и оккупационную, находясь там в сопротивлении. Те члены Меджлиса, которые там, они находятся в каждодневном контакте с оккупантом и каждый день идут фактически как на смерть. Голова Меджлісу Рефат Чубаров налаштований оптимістично. Впевнений, що ситуація вирішиться, але є два шляхи. Які yolu var? Ya da şimdi hükümet ne? Є два шляхи вирішення. Або ви перебуваєте у протистоянні з владою, або ж працюєте з владою, захищаєте інтереси АТР. Я прихильник другого шляху. Був такий радянський сатирик Райкін. Він говорив, вам потрібне таксі чи шашечки на ньому. Тому зараз і ви для себе повинні зробити вибір. Taksi size taksi kullanması gerek. По роз'яснення ми звернулися до Міністерства реінтеграції з офіційним запитом. Згідно з законом, вони мають відповісти в наступні 2 тижні. Крім того, наш телеканал звертатиметься до Європарламенту та посольств наших західних союзників в Україні. Телеканал, який дає надію, і цього разу повинен вистояти і довести своє гасло «Нескорений». Владислав Стожук, Заман, АТР. «Голос Криму» має бути в ефірі. Українські політичні діячі, музиканти, журналісти, громадські діячі, правозахисники висловили свою підтримку телеканалу АТР. З кожною хвилиною у соціальних мережах все більше таких відеозвернень. Зі словами підтримки звернулися адвокат Микола Полозов, народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Ясько, соліст гурту «Козак Сістем» Іван Леньо та багато інших. Вони закликають владу відновити фінансування першого кримсько-татарського телеканалу. Кажуть, АТР є невід'ємною складовою у поверненні окупованого Криму до України. Телеканал, який кожного дня веде інформаційну війну із Росією, потребує допомоги української держави. А перепони окремих чиновників у наданні фінансування виглядають як спроби саботувати цю боротьбу. Окупаційний суд в Судаку достроково зняв судимість з кримсько-татарського активіста Бекіра Дігірмінджі. Окупанти засудили його в квітні 2019 року на 3 роки ув'язнення умовно за фальсифікованим звинуваченням у вимаганні грошей у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. Разом з Дігірмінджі окупанти засудили ще 3 кримсько-татарських активістів – Казіма Мєтова, Руслана Трубача та Асана Чапуха. Їх затримали в листопаді 2017 року у кафе «Мідабори» після зустрічі з Юсуфом Айтаном. Громадянин Туреччини взяв гроші в борг у Віджія Кашка, а коли відмовився повертати, вона звернулася до них за допомогою. Під час спецоперації ФСБівців ветеран кримсько-татарського національного руху Віджія Кашка загинула. Бекір Дігірмінджі подякував усім, хто підтримував його весь цей час. Sağ olsun Cemal, что не забывает, поддерживает нас никогда. Her bir şey birlikle oluyor. Cemata birlikten var. Mahkemelerden kalışmanız. Daha çok ballar oturuyor bizim mahkemeye. Bütün mahkemelere varınız. Yardım etiniz, destek olunuz onlara. Bir ozulara kalmasın.
Держсекретар Сполучених Штатів Америки заявив про готовність надання летальної зброї Україні. Це сталося під час першої телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Ентоні Блінкен запевнив у готовності нової адміністрації США розвивати економічну і військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї. Дмитро Кулеба наголосив на важливості залучення Сполучених Штатів до реалізації Кримської платформи і отримав запевнення в підтримці США цієї ініціативи України. Салям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма Мая». Буду в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шевкет Наматулаев. Салям алейкум. И гостем этого часа будет Юсуф Курчи, заместитель министра по оккупированным территориям 2016-2019 года, да, если не ошибаюсь. Салям алейкум, хош келдіңіз, Юсуфа. Алейкум салям. Проблема у нас... Шевкет, давайте сначала объявим телефоны. Да. У нас работают телефоны в студии. На экраны ваших телевизоров режиссеры их периодически выводят. Плюс 38073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться к нам по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос, нам важны ваши слова поддержки. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете смотреть нас также на нашем YouTube-канале. Там мы работаем в онлайн, в Facebook-трансляции. На YouTube мы работаем в онлайн-режиме. Там вы можете смотреть все наши эфиры как в онлайн, так и в записи. Там мы, кстати, выкладываем после эфиров еще самые интересные фрагменты из наших программ. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР латиницей большими буквами. Нам важна ваша подписка. И с вами начнем разговор. Вот уже второй год телеканал АТР свою деятельность начинает без денег, так сказать. Государство обещает, бюджет закладывает, но почему-то министерство, в прошлом году это было Министерство культуры, которое было ответственно за телеканал АТР, были в подчинении этого министерства. В этом году у нас передали Министерство по оккупированным территориям, реинтеграции оккупированных территорий. И сначала хотел бы спросить у вас, что для вас значит АТР, насколько важно, чтобы голос Крыма, голос крымских татар звучал здесь на материке. Мы понимаем, что крымские татары находятся в оккупации. Насколько важно звучание нашего голоса? Ну, я не знаю, как одновременно на оба вопроса. Нет, вы сначала на последний, а потом уже к основной проблеме перейдем. Мы наверное, я не буду, наверное, оригинальным, если буду говорить о том, что АТР, его появление в Крыму и тот прогресс, который он ввел вообще, и ту конкуренцию, которую с появлением АТР появилась в информационном поле Крыма, это было, наверное, одно из реальных и ярких событий в медийном плане, хотите, там, я не знаю, в общественно-политическом плане, потому как это был такой эталон, как нужно делать региональное телевидение. И, естественно, чувство гордости, что мы имеем такой канал, когда ты в разных ситуациях, в разных, скажем, коллективах, будь то гостиница, там, я не знаю, будь то какая-то больница, ты приходишь, и люди разных национальностей сидят и смотрят АТР, ты понимаешь, что заявление, что это была кнопка номер 1, это не просто маркетинговый там, или, я не знаю, предмет гордости владельцев или основателей, а это реальность, которая была. Потому как конкурировать с АТР в Крыму на тот момент уже из региональных телекомпаний, наверное, на уровне никто уже не мог. Это связано и с тем желанием, наверное, коллектива реализоваться, и те специалисты, которые собрались в тот момент. Это все связано с ресурсами. Наверное, это все-таки тот продукт, который должен был быть, который должен был появиться в тот момент, когда все эти звезды как бы сошлись. В 2015 году... Возвращаясь к началу года. Дело в том, что государственная бюджетная система, она настроена таким образом, что с 1 января не начинается бюджетный год. Бюджетный год начинается где-то с первого квартала, а вот этот весь период, он финансируется, скажем, в объемах прошлого года
И финансируется по вот такому упрощенной процедуре, но после того, как с началом года появляются процессы, которые связаны с паспортизацией этих бюджетных программ, всех этих, скажем, процедурных вещей, которые связаны с согласованием Министерства финансов, казначейства и так далее, и так далее, и так далее, после этого уже начинает работать сам механизм финансирования. Причем этот механизм, он отличается, скажем, от и рода деятельности, и той специфики, и эти механизмы, стандартных механизмов, их нет просто-напросто. Поэтому в первом квартале даже заработная плата государственных служащих, она немножко отличается от всех других периодов, потому как оно финансируется по, скажем, от процента бюджета прошлого года. Ну вот если мы детализируем сейчас проблематику, ее чуть-чуть обсудим, раскроем. Правда же все-таки в деталях, да? Вот нас... Правда или дьявол? И дьявол, и правда. Вот нас, получается, перекинули с программы, с одной программы одного министерства, в другую программу другого министерства. В данном случае с Минкульта, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Для начала, насколько это легитимно? Ну, послушайте, здесь вопрос не стоит вообще не надо ставить под сомнение легитимность. Вопрос стоит в эффективности и в какой-то, видимо, координации тех средств, которые направлены на решение какой-то определенной задачи. Другое дело, что вот как и создание министерства, как его и переименование, как и передача одной программы с одного ведомства на другое, это все связано с определенными процедурными вещами, от которых никто, скажем, не застрахован, потому как эту процедуру, как алгоритм, нужно просто пройти. И, на мой взгляд, вот это, я не знаю, может быть, это еще те несовершенства, скажем, нашей государственной машины, когда вот у нас эти процессы не происходят, скажем, условно автоматически, да, но это все-таки согласование с Министерством финансов, и с Кабинетом министров, и с казначейством. Это новое. Если программа была у одного министерства, в казначействе были одни, скажем, счета, субсчета были другие, переносим в другое министерство, там новые счета. Открытие счета — это тоже время, скажем, такое. Поэтому, возможно, это связано только вот с этим. А кто принимает это решение? Это решение принимается на уровне этих министерств? Мне вообще странно, что мы сидим и обсуждаем, потому как никакого документа, никакого решения, собственно, я его не видел. Если эти решения есть, то они должны, естественно, это не может быть желанием просто одного человека, да? Это, во-первых, связано с общим видением Кабинета министров, начиная от премьера, вице-премьера, профильного министра, каким должно быть финансирование, на какие... Эти все вещи закладываются не с 1 января, эти вещи начинают закладываться с сентября, августа прошлого года, когда, сейчас я закончу, когда формируется бюджет будущего года. Эти все показатели, эти все, скажем, прогнозы, которые нужны в виде финансовых ресурсов, подаются, и из этих всех заявок бюджетных складывается вот этот бюджет страны. Потом он голосуется, и в соответствии, после того, как он заголосовался, начинается вся вот эта процедурная вещь, о которой мы говорили. Не, просто суть в том, что при составлении бюджета, при формировании бюджета 2021 года, это еще в 2020 году, участвовали народные депутаты, и программу поддержки телеканала АТР включили в бюджет и распределили, что будет руководить этой программой Министерство по оккупированным территориям. И как мы знаем, что министр заявляет о том, что недостаточное финансирование было всему министерству, и поэтому решили ту часть денег, которая была предусмотрена для финансовой поддержки телеканала АТР, распределить на другую программу, на другие сферы внутри министерства. На какие-то услуги для власти. Что это? Поэтому просто была программа конкретно определенная под финансирование телеканала АТР, но решили ее размазать по всему министерству и пустить для другой программы, мы так понимаем. Ну, я же говорю, если мы увидим какие-то документы, можно будет говорить и обсуждать предметно, но если говорить из того, что нам известно, то распределитель финансовых средств имеет полномочия распределять эти финансы, но эти тоже
ограничены эти полномочия, он не может все средства, которые у него есть, взять и бросить там на какую-то... В данном случае Резников. Я же еще раз говорю, неважно кто. Если он имеет возможность и имеет полномочия распределять таким образом, он, значит, уполномочен это делать. Другое дело, что вот эта вся парадигма профессионального менеджмента, она немножко идет вразрез, когда это касается таких вот тонких моментов, которые связаны с гуманитарной сферой. И нельзя всеми инструментами бизнеса, которые нам сегодня доступны и которыми мы с удовольствием пользуемся, решать вопросы, которые, скажем, являются насущными. При принятии таких решений либо готовятся все субъекты, которые должны будут реализовывать эти решения, либо они готовятся заранее, чтобы, например, сегодня поменялась процедура, но о том, что она поменяется, все субъекты должны знать об этом за определенное количество времени, чтобы с будущего дня после этих изменений они могли, во-первых, подготовиться к этим процедурно, пройти все необходимые процедуры и продолжать свою деятельность в том ключе, в котором они вели. Я так понимаю, этого сделано не было, и мне кажется, что пока предметно говорить или обвинять кого-то в чем-то, немного рано. Если мы увидим документы, если мы увидим, что действительно этого финансирования нет, если мы увидим, что положение, если мы говорим про услуги, то, естественно, должна быть какая-то процедура тендерная или конкурсная, то есть должно быть положение о конкурсе, должно быть положение о конкурсной комиссии. Кстати, кто будет распределителем? деталь. Сейчас момент. Кто будет распределителем этих средств? Само министерство или предприятие, которое министерство уполномачивает это делать? Кто будет входить в эту конкурсную комиссию? Какие субъекты, какие критерии будут для того, чтобы, во-первых, просто быть участником этих процессов? Если критерием будет обязательное вещание на крымско-татарском языке, скажем, в том объеме, который заложен у вас в лицензии, то есть вы по критериям подходите. А как остальные могут участвовать, если должны быть 3 или 4 участника? Да? Нет, даже проблема в другом. Понимаете, финансирование было заложено под поддержку телеканала АТР. А теперь говорят, да, вот есть 50 миллионов, которые было для телеканала АТР. А давайте участвуйте все, кто хочет, зарабатывайте на этом, да. Мы можем и вам отдать, понимаете? Причем положение, вот вы говорите про конкурсы, а у нас информация, что положений о конкурсе этого, да, еще никаких нет. Никакого положения, никакого формата конкурса нет. И вот есть информация, что якобы эти конкурсы будут объявлять, и вот даже объявлять о формате этого конкурса будут только лишь через полгода. А как существовать телеканалу в течение 6 месяцев? Друзья мои, смотрите, откуда эти данные? Эти данные была встреча руководства телеканала, лидеров крымстарского народа с министром, и речь шла на этой встрече. И вчера, кстати, об этом в студии телеканала АТР говорил руководитель нашего телеканала. Не, я не ставлю под сомнение, что разговор об этом был. Я говорю о том, что любая деятельность любого органа, тем более государственного, начинается с каких-то документов. Если это было принято решение, то вы, как телеканал, должны иметь какие-то документально подтвержденные об этом факты, то есть подтвержденные документами, то есть какие-то документы за подписью уполномоченных лиц, они должны быть у вас. Если они будут у вас, и если мы сможем их увидеть и прочитать, тогда можем предметно говорить или дальше фантазировать на эту тему, или предметно обсуждать то, что написано в этих бумагах. Пока, я так понимаю, кроме того, что деньги перераспределили, пока просто о том, что мы говорим, что перераспределили эти деньги, что отсутствует именно прямое финансирование канала АТР, кроме этого мы ничего не знаем. Так получается? Да, официальной позиции еще озвучено нет, были только переговоры, где было это озвучено. Поэтому, чтобы деньги поступили на министерство, министерство будет распределять. Поэтому как министерство заслужит? Поэтому, смотрите, любое, скажем, лишнее напряжение в этом вопросе, которое просто будет плодом нашей фантазии, оно может немножко навредить даже процессу. Возможно, будет лучше, чем было. Может быть такое? Вероятность такая же, что будет хуже. Мы знаем практику прошлого года, нам тоже говорили, не надо паниковать, подождите, вопрос только в мае. Очень правильно ты говоришь, что мы привыкли к тому, что мы постоянно в условиях стресса работаем, и
люди немножко, которые близко к АТР, понимают, насколько это все сложно и в каком стрессовом состоянии находятся люди, которые, например, и ведущие студии, и операторы, и заканчивая там и водителями, и так далее, и так далее. То есть стабильности определенной нет, и это отсутствие этой стабильности нам не дает или не добавляет оптимизма. Правильно? А не было ли, нет ли вообще возможности создания каких-то механизмов, которые предоставили бы гарантии телеканалу АТР в данном случае, да, чтобы мы из года в год не сталкивались с такой проблемой. И просто каждый год изобретаем смотрите, вот велосипеды получения конкурсы, денег. даже если мы говорим про конкурсы, это все было бы допустимо в мирное время. Да, если бы мы находились там в Крыму или здесь работал филиал телеканала АТР, мы бы, возможно, даже участвовали бы в каких-то конкурсах для получения государственного финансирования. Но не в условиях, когда мы находимся в войне с Россией, не в условиях, когда телеканал АТР в 2015 году был вынужден выехать на материковую часть, потому что там нас закрыла Россия, и они тоже руководствовались какими-то бюрократическими лабиринтами. Да? Сегодня мы сталкиваемся примерно с тем же самым. Какой-то дежавю получается. Да, они не пришли, замок не повесили, а именно говорили, что не дадим лицензию, сами знаете ситуацию. Не спешите с выводами, это первое. Второе. Опять-таки, любая аналогия, но отвечая на вопрос, да, ну, может быть. Ну, естественно, может быть и так. Но, с другой стороны, смотрите, если мы не смогли в сознании, скажем, в понимании, начиная от каждого украинца, от каждого крымского татарина, добиться какой-то общей позиции, общей парадигмы, о чем мы можем говорить? Ну, это же отсутствие общих принципов и общего понимания, оно не только касается, скажем, всего электората, оно же идет вверх по пирамиде и до руководства. Сегодня команда, которая руководствуется, скажем, принципами эффективности, а я повторяться буду опять про тот тезис, что инструменты эффективного менеджмента, бизнес-инструменты эффективного менеджмента в таких тонких вопросах, как гуманитарная политика и информационная политика, они не всегда оправданы. Они недопустимы, Юсуф Ага. Возможно, можно сделать и такое категорическое заявление, вот мы но нельзя говорить, что недопустимо, потому что люди пришли с определенными амбициями, с определенными, скажем, желанием служить Родине, да? Это же как бы цитата. И обвинять в том, что они плохо служат, мы не можем, потому что пока еще нет результата. Если эти люди будут руководствоваться теми же стандартными, скажем, инструментами, которые пользовались на всех ступенях своей общественной жизни или политической жизни, или профессиональной жизни, то эта сфера немножко иная. И для того, чтобы правильно было сказано одним из спикеров марафона, что для того, чтобы делать правильные шаги в отношении оккупированных территорий, недостаточно просто знать географически, где они находятся. Немного надо понимать и менталитет, и систему, и, скажем, против чего мы работаем. Утверждать, что эти люди не понимают этого, я не могу. Но посмотрим, если они решили, что это будет эффективным инструментом, это не маленькие деньги, чтобы говорить о том, чтобы, знаете, вот путем перераспределения добиться их эффективного использования. Это достаточно немаленькие деньги, и если, скажем, они не продумали все механизмы, которые касаются конкурсов, которые касаются тендеров и так далее, если они говорят, что они еще полгода будут проводить или будут объявлять только через полгода, то говорить об эффективности уже нельзя, потому что на реализацию всего останется меньше, чем полгода. Понимаете, о чем говорю, да? То есть последний квартал. Определенный финансовый ресурс, да, определенный финансовый ресурс, он должен быть распределен по времени. Если мы полгода ничего не реализовываем, а потом хотим реализовать всю эту сумму за полгода, то без нарушений это сделать все это невозможно. То есть мы говорить о том, что сегодня есть нарушения, пока не имеем права, потому что сегодня у нас 2 или 3 февраля. То есть время у нас достаточно. Но и говорить, что они будут использоваться неэффективно, тоже не можем, потому что мы еще пока в феврале. Как оно будет через полгода, время покажет. Но истерику я бы пока не спешил бы. Говорить о том, что эта проблема надо,
Говорить о том, что надо искать механизмы, которые дадут возможность и увеличат эту стабильность для того, Просто чтобы были гарантии, чтобы не было, я же говорю, каждый год мы об этом тоже надо. Каждый год начало механизм года. или закрепить на законодательном уровне? Друзья мои, вот вы имеете четкую, скажем, четкий алгоритм выступления в эфире. Люди, которые руководят определенными средствами, имея определенные полномочия, они тоже понимают, и они тоже должны знать, что, когда им надо делать. Вместо кого-то придумывать механизмы никто не будет. И никто не имеет права это делать. Потому что ответственность за придуманное за человеком, который это реализовывает. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому говорить о том, давайте мы им предложим механизмы, мы можем потом зайти в такой тупик, что мы каждый месяц будем предлагать механизмы, и каждый месяц этот механизм не будет подходить. И в конце нас с вами обвинят в том, что вы же не предложили нормальный механизм. То есть это не наша с вами работа. И вы начали говорить в общем про власть. Мы знаем, что это же Министерство по оккупированным территориям, реинтеграции, как оно сейчас называется, разрабатывает концепцию крымско-татарского языка, сохранения, развития этого языка. И как вы думаете, укладывается ли это в общее понимание? Мы знаем, что телеканал АТР вещает на крымско-татарском языке, на языке коренного народа, и мы видим удар от этого же министерства, которого как бы диссонанс такой происходит. И я добавлю еще реплику. Плюс Алексей Резников неоднократно говорил о том, что нужно значит, возвращать умы людей, которые проживают на территории, на территории временно оккупированного Крыма и Донбасса. Это же правильный месседж. Но как это укладывается в стратегию реинтеграции? Как это коррелируется с возможным закрытием телеканала АТР? Я не понимаю. Нет, почему вы решили, что телеканал АТР должен закрыться? Я же вам еще раз говорю, мы до конца не знаем, какие механизмы будут предложены. Мы сейчас можем с вами Да, но мы не знаем, эмоциях, с чем мы можем столкнуться. Мы можем на эмоциях наговорить столько, что завтра нам придется а мы думали, что так, поэтому извините. Поэтому, чтобы мы не спешили, давайте немножко время возьмем и посмотрим, что будет предложено. Если ничего не будет предложено, тогда будем говорить, почему вы нам ничего не предлагаете. Если будет что-то предложено, будем обсуждать то, что предложили, и как в это все использовать, каким образом это все оптимизировать. Вот такая дискуссия может быть, возможно. Поэтому пока, я думаю, не стоит делать категорических заявлений ни в одну, ни в другую сторону. Но давайте тогда перейдем от темы телеканала АТР к теме той, которую уже власть предложила. Давайте про концепцию. Давайте в целом поговорим про стратегию деоккупации и элементы этой стратегии. Продолжим, да. Окей. Насколько я знаю, Шукет, вы тоже имеете определенный уровень скажем, образованности в государственном строительстве, да? Есть, да. Вот. Концепция – это самый первоначальный документ, то есть рамка. План просто, да. Очень-очень узкая рамка, даже не просто, скажем, узкая, это просто заявление такое, вот концептуальное заявление, вот условно декларация о намерении. Мы хотим, чтобы у нас было первое, второе, третье, десятое. После концепции возможно появление там какого-то там стратегического плана или плана реализации этой концепции, или программы. То есть это тоже следующий документ. После того, когда этот документ будет согласован со всеми стейкхолдерами, которые там будут участвовать, не будет же только один АТР в этом участвовать, да? АТР, может, будет делать там 1/10 часть из всей программы. Министерство образования, Министерство культуры, там, я не знаю, еще какие-то другие ведомства, которые будут заняты в реализации этой программы. После того, как все это согласование пройдет и будет утверждена эта программа, вот эти министерства должны будут закладывать определенные финансовые средства для реализации этого всего. То есть сегодня обсуждать концепцию уже программ, да, без того, когда мы начнем ее реализовывать, это же может затянуться не на год и не на 2. Не, просто если смотреть на финансирование, мы видим это государственный бюджет, местные бюджеты, субсидии, это да, это уже следующее. Да, этап, потом уже еще и компенсация со стороны России за оккупацию территории Крыма. Каким образом эти деньги можем мы осваивать? Тем более решения судов нету, Россия еще ничего не компенсировала, а мы уже закладываем и планируем. Не будет ли так, что скажут, в бюджете у нас денег нет, а денег от России тоже нет? А почему вы решили, что разрабатывая концепцию государства, должно думать о каких-то там компенсационных механизмах со стороны страны-оккупанта? Не, они заложили источники финансирования, компенсации, которые будут поступать со стороны территории России за оккупацию Крыма. Пускай это больше может быть... Один из источников финансирования. Шукет, это же до 30-го года.
32-го даже. Да, если это до 32 года, значит, у нас есть какая-то перспектива, Надежда, что... да? Да. Поэтому это нормально, это ничего в этом такого зазорного нету. И про крымскую площадку, если говорить, крымскую платформу, вы говорили про действия власти уже реальные, которые они предлагают. Как вы можете оценить объявленную президентом Зеленским крымскую платформу, о формате ее, трехступенчатый формат, как мы знаем, на уровне президентов, министров, экспертов, как оно может быть реализовано и какие можем ждать итоги, результаты? Ну вот для начала, вы поддерживаете эту платформу? Вам нравится эта идея? Смотрите, мы с вами должны исходить из того, что бы ни делалось, в какой бы форме это ни делалось, но если этот вопрос Крыма каким-то образом поднимает заинтересованность и делает из этого тренд в национальном уровне, в межгосударственном, международном уровне, то любая такая идея, она должна быть поддержана нами в первую очередь. При этом мы должны, опять-таки, уверены быть в том, что все эти процессы не будут происходить мимо того, как видим мы будущее Крыма. Да? И когда мы видим заявление о крымской платформе, в то же время не делаются никакие шаги по статусу крымско-татарского народа, статусу коренного народа, по изменениям в 10 главу Конституции Украины, то тут получается как бы немножко диссонанс. Да? Если мы говорим, что возвращение Крыма для нас это приоритет, и не делаем ничего, тогда нам нужно просить или требовать, или интересоваться, а почему? Может быть, мы неправильно думаем? А какая ваша аналитическая точка зрения? Почему так получается? Почему многие крымско-татарские вопросы до сих пор не нашли позитивный отклик? Почему? Ну, смотрите, если брать дооккупационный период, то до 2014 года все время, скажем, независимости Украины, гуманитарные вопросы, которые касаются межнациональных отношений, межэтнических взаимоотношений в том или ином регионе, они были отданы местным элитам на откуп. У нас не было общей государственной внутренней политики. Говорить о том, что она сегодня есть, ну, тоже нет. Да? Вот она каким-то образом, где-то какие-то кристаллы появляются, но с изменением не то чтобы ошибка, скажем, а это какой-то вирус, что ли, украинский, что с изменением политической элиты у нас меняются вот эти все центры кристаллизации. Но вернемся до оккупационного периода. Все вопросы регионального или все вопросы гуманитарного плана были отданы на откуп элитам. В зависимости от большинства в том или ином регионе, эта политика так или иначе реализовывалась. Результаты этой реализации мы с вами видим, что часть Донецкой, часть Луганской и Автономная Республика Крым таким образом оказалась оккупированной. Люди, которыми мы вместе жили столько времени, которые точно так же рассчитывались гривней, точно так же отдавали детей в школы, точно так же пользовались всеми благами государства, в какой-то момент приняли эту оккупацию как что-то, ну, позитивно, да, как что-то нормальное. Сегодня, скажем, отсутствие вот этой внутренней политики, оно выражается в чем? Я не уверен, что сегодня у нас в курсе истории, новейшей истории Украины, есть отдельная глава про оккупацию Крыма. Я не уверен, что есть отдельные главы, то, что касается оккупированных территорий Донецка и Луганска. Я не уверен в том, что дети в школе изучают эти процессы для того, чтобы знать. Если мы сегодня говорим, что возвращать будем Крым мы, это первый вариант. Наши дети – это второй вариант, наши внуки – это третий вариант. Да. Как мы будем передавать ценность того, что необходимо восстанавливать территориальную целостность через поколение? Каким образом мы это будем делать? Русские, после того, как оккупировали Крым, на государственном уровне создали профессиональную, финансируемую правительством комиссию, которая пишет историю Крыма. Это не делается просто для того, чтобы, знаешь, там, легитимизировать. Это как бы системная работа.
у нас что-либо сделано, или какие-то изменения у нас в курсе есть, посмотрите учебники истории, я не думаю, что вы увидите, что период дооккупационный, ведь вопрос истории взаимоотношений Украины и России, это не только с момента независимости Украины и по сегодняшний день. Даже если этот период взять, то уже надо делать оценки, что все, что было до, было определенным, и давать определенную оценку, что это было манипуляция, это было позиции старшего брата к отношению к Украине и определенным образом попытка влияния и контроль над государством и над теми процессами, которые в нем происходят. Ну вот, к сожалению, пока так. А сейчас? На Сейчас дворе 2021 После оккупации. год. После оккупации. Нам обещал, значит, прошлый президент Порошенко, обещал предоставить коренному народу право на реализацию своего коренного, да, на самоопределение. Чего не случилось. Работала Конституционная комиссия, насколько я знаю, которая вынесла свое решение. 2 года заседали, собирались, разработали, да, это все не приняли. Сейчас пришел новый президент Зеленский со своей новой командой, и снова приходится объяснять, кто мы такие, что мы крымские татары, что мы имеем право на самоопределение, что вот мы коренной народ Крыма, нужно принять закон о статусе коренного народа и так далее. То есть день сурка, опять все заново приходится объяснять. Почти 2 года как новая власть. Сколько еще это может продолжаться, как думаете? Смотрите, это будет продолжаться до того периода, пока каждый человек, который идет во власть, каждый человек, который имеет определенные властные полномочия для того, чтобы решить эту проблему, условно, сегодня нужно конституционное большинство, вот, чтобы у них это не вызывало не то что отторжение, чтобы у них это было определенным вызовом для реализации. Что мы сделали для того, чтобы депутат, скажем, избранный в Закарпатье по мажоритарному округу, знал об этой проблеме? Он знает проблемы своих избирателей. Округа, да. Что мы с вами сделали для того, чтобы эта проблема была его проблемой? То есть здесь и как и наша есть вина, и вот той политики, о которой я с вами говорил. Если мы немножко сделаем... Недавно Куницын... Не хочу его называть даже по имени, по отчеству, да, а кто такой Куницын, мы все знаем. Он заявил о том, что он в нескольких интервью он говорил, что эффективнее его человека, который знает Крым, его нету. С его точки зрения это правда. Но в то же время, за все время... От села до премьера поднялся, да. За все время его руководства вот как раз-таки реализовывалась вот та парадигма, о которой я говорю, когда межнациональные отношения были отданы на откуп. За время правительства Куницына у нас проблемы с участками были решены? Нет. Проблемы с переименованием, с топонимикой были решены? Нет. С местом под соборную мечеть были решены? Нет. То есть можно загибать пальцы, которые в то время мы ставили как самые насущные проблемы. Этот человек сегодня, являясь непосредственно одним из советников главы офиса, где гарантия, что он свое видение справедливости не вносит в головы тех людей, которые сегодня имеют полномочия, и в то же время не знают о Крыме ничего, кроме того, что там сколько стоит квадратный метр там элитной недвижимости там в том или ином приближенном городе. Вот и все. Поэтому это наша с вами проблема, что наши коммуникации немножко очень сфокусированы, знаете, вот в одну точку. И мы вот 30 лет никак не можем для себя выбрать какую-то новую стратегию, что, может быть, не в точку надо, а наоборот шире. Чтобы из 10 тысяч или 40 миллионов населения Украины, чтобы хотя бы 20 миллионов стало нашим союзником. Не из 400 депутатов или 450 депутатов 300, а вот так может пойти. Хорошо, а как это реализовывать? Народ имеет право только референдума, нам нужно решение Верховной Рады. Но опять, я вам говорю немножко о умы и сердца, а вы говорите про конкретные шаги. Давайте с завтрашнего дня начнем, чтобы у нас к 1 марта вот это мы все сделали. Ну а как иначе?
Какие конкретные шаги сегодня мы должны предпринимать, как думаете? Ну, вот смотрите. 30 лет, да, вот этого всего мы ждем. Давайте мы ждем вместе... реализации права коренного опять, народа на самом деле. Может, мы что-то делаем все же не так? Еще раз. Вот именно. Я же вам говорю, если мы были всего... Хорошо, давайте поймем, что мы делаем не так, где мы должны исправиться, что мы должны сейчас предпринять. Хорошо. Конкретно. Давайте. Я вам сказал, что все эти 30 лет у нас фокус был на руководство, да? Потому как советская система и постсоветская система предполагала, что основные законы, тем более конституционные законы, принимаются определенным количеством людей. Это прописано в Конституции, это прописано во всех других законодательных актах. Для того, чтобы внести изменения в Конституцию, необходимо работать, значит, с кем? С депутатским корпусом. Депутатский корпус у нас всегда был каким? Не единым, скажем, а представлен разными политическими силами. Не было у нас ни одного случая или не было ни одного ситуации, когда бы, если не считать вот постановление Верховной Рады прошлого созыва, когда крымско-татарский народ был признан коренным постановлением. В постановлении, да. Вот. До закона дело так и не дошло. Ну, потому как на тот момент не было закона. А после того, как появилось постановление, появились необходимые инструменты у того же президента, вынести на рассмотрение Конституционной комиссии, дать задание этой рабочей группе Конституционной комиссии для того, чтобы, отработав какой-то пакет документов, на рассмотрение Верховной Рады бы, ну, не успели это сделать по той простой причине, возможно, что Петр Алексеевич надеялся до последнего, что он будет избран на второй срок. Уточняющий вопрос. То есть люди планируют свою деятельность немного не от того, что и приоритеты в своей работе выставляют не из-за того, что там, ну вот, условно, Мустафа Джемилев и весь народ там 30 лет ждет. Да, а может, он планирует свою работу именно по своим возможностям, по своей КД. Уточняющий вопрос. Пакет документов. Внесение изменений в Конституцию об автономии национально-территориальной. Тот же статус коренного народа. Вот эти все законы, они готовы, эти законопроекты? Они лежат готовыми? Они уже готовы для вынесения в Верховную Раду Украины? Или нет? Смотрите. Работала же комиссия. Смотрите. Изменения в Конституцию как законопроект и два законопроекта, про которых вы говорите, вот как пакет документов, они готовы. Но нет, во-первых, гарантий, и мы не можем говорить о том, что ни одно слово или ни одну запятую там нельзя менять. Нам надо, чтобы эти документы зашли в Верховную Раду, чтобы начался следующий процесс в этом алгоритме, когда мы будем дискутировать, наши депутаты будут отстаивать одну точку зрения, искать союзников для, скажем, и аргументы для того, чтобы эта точка зрения или тот пункт закона был утвержден именно в той редакции, в которой мы видим это правильно. То есть это все процессы, которые необходимо запустить. Я не знаю, но причин много. Может, мы узнаем эту, скажем, реальную причину сегодняшнего состояния дела. При следующем президенте. При следующем президенте. И где гарантия, что это будет, правдой? Тоже нету гарантии. Но пока президент для себя определяет, что он может внести или что он хочет внести, и посмотрите сегодня, какое большинство, даже если смысл вносить сегодня это президенту, потому как неизвестно, как будет его большинство голосовать за это. Нет, да. Вот. То есть здесь вопрос такой, потому как, возможно, этот вопрос бы служил бы катализатором тех процессов, которые мы сегодня видим. Потому как монобильшесть, которая есть, она... Трудно назвать вообще какие-то вопросы, кроме цвета их партийной принадлежности, в которых они едины. Потому как это же была все-таки такая псевдопартия, да, там, или гибридная какая-то партия, которая собиралась по интернету. Говорить о каком-то партийном строительстве, это было бы неправильно. Бытует такое мнение, можно вот тут вот такой маленький вопрос, бытует такое мнение, что вот то, что многие крымско-татарские вопросы сегодня не нашли отклика от новой нынешней украинской власти, связано с тем, что в свое время Меджлис крымско-татарского народа поддержал Порошенко на президентских выборах. Вот это и есть ошибка того, что это и есть подтверждение того, о чем я говорил. Если мы, скажем, по отношению к целому народу будем использовать какие-то инструменты для его воспитания, да, или наказания. Вот, а вы вот меня не поддержали, вот, пожалуйста, получите.
И этим пользуются люди. И если действительно есть вот такая вот, скажем, мысль такая есть, и какая-то обида закладывается в любой человек, он как бы существо эмоциональное, да, если у него есть на это обида, мало того, что он не разбирается в этом вопросе, он не понимает. Но И если люди, которые вокруг него это еще и поддерживают, то естественно, что никаких, скажем, прорывов в решении наших вопросов, которые для нас являются просто, ну, мы родились, наверное, с этими вопросами, да, вот, и скоро некоторые будем умирать с этими вопросами. А вы наблюдаете такую обиду у Зеленского и его команды? Да, зачем это наблюдать? Он же не пациент у психиатра, да, чтобы его наблюдать. Просто есть заявления, есть, скажем, реальные шаги, и есть... Ну, давайте просто проанализируем. 18 мая прошлого года. Готов указ, проект указа про взаимодействие Ну, Зеленский вообще встречается с нами в какие-то памятные даты? С Меджлисом крымско-татарского народа. О взаимодействии офиса президента. Обещал подписать его вскоре, да? Эта встреча, она как бы готовилась для того, что этот указ будет подписан. То есть там должны были быть какие-то определенные механизмы, как взаимодействует наш представительный орган и с офисом президента для решения многих вопросов. В последний момент этот указ не подписан. И в этот же момент почему-то в момент встречи президента с представителем, с Меджлисом крымско-татарского народа присутствует Сергей Куницын. Ну как можно? Ну, советник, да. И рабочая группа, кстати, советник не создана, по делам говорю. ветеранов Афганистана, да? И он приходит, и почему-то из-за его присутствия не подписывается этот указ. Ну как это можно понимать? То есть я же говорю, что очень сложно быть профессионалом во всех вопросах невозможно. Но если ты не подбираешь к себе советников, людей, которые в свое время не были эффективными на том посту, где им решение этих вопросов было поручено и возложено, и наделены какие-то полномочия, и надеяться на то, что будет какой-то прорыв, ну это наивно. Не будет никакого прорыва, и ожидать чего-то такого там реального от, скажем, в тех вопросах, про которые мы говорим, я не думаю, что это. Господа, у нас сейчас будет гость включаться в студии. Один вопрос до этого хотел задать. Говорили про Мустафа Ага, что находится в партии бывшего президента, пятого президента Петра Порошенко. И якобы есть требования со стороны Зеленского, офиса президента, чтобы Мустафа Ага покинул эту партию. Якобы есть обиды. Как вы смотрите на это? Вы знаете, это напоминает момент, когда Мустафа Джемилев был и Рифат Чубаров были в партии Виктора Ющенко. Так, да? Это или как она там? Или блок Виктора Ющенко. Как-то, Наша Украина. Наша Украина. И тогда точно так же премьер-министр Азаров приглашал Мустафу Джемилева и просил покинуть нашу Украину для того, знаете, с таким вот, с намеками о том, что и программа будет финансироваться 100%, и все вопросы будут решаться 100%. То есть вот эти инструменты работы, если они не поменялись, ну о каких вообще изменениях в жизни страны можно ожидать, если методы работы руководства страны не поменялось? Я не думаю, что голоса там Мустафы Джемилева и, скажем, тех депутатов, которые сегодня входят, Ахтема Чигоза, которые входят в Европейскую солидарность, так важны для слуг народа. То им важно отсутствие этих авторитетов в европейской солидарности, понимаете? Ну и если идут такие торги, если это не слухи, если это идут такие торги, то очень печально. Арсен Жумадилов, yayınımıza bağlanan. Арсен Бей, селям алейкум. Селям алейкум. Арсен Бей, селям алейкум. Алейкум салам. Арсен аға, мына хаберіңіз бар, атыр телеканалы мына ел башлады кенеде бұле малие проблемаларынан рас келді. Сіз жесіне ненен бұл проблемалар бағлы ола біле? Атыр бірде-бірші бежерме? Яда біздің әрекетлерімізді акимет беген ме? Это фазла бірші аксине yaptı. Benim jesine hakimiyet beğenmedi değil.
menfi kıymet de kesmeydi. Menimcesine hakimiyet doğrusunu aytkanda ATR'nın ne olganını ve nasıl bir rol gerçekten de oynagаны yaxşı anlamaydı. Men bu hafta mana bir yarım saat evvel Facebook'ta da yazdım, açıkladım o işin bakışımı nasıl men anlayayım bu vaziyetini. Hakimiyet anlamayın ki bu Kırım siyasetini gerçekleştirmek Ukrayna'nın çok yok. Ve ATR bugün de bugün menimcesine ya yekene ya az olgan biri. Eğer de Ukrayna devleti hofu demek o aman gibi olacak. Ve Арсенбей, білеміз де сіз бұл медичне закупівлі тешкілятында чалышасыңыз, ве біле тендерлер кечіруінен оғрашасыңыз. Демек, сіз тендерлерде девлет ичун керек олған илячлар олсын, шымды бұл вакцина не сатып алынуынен оғрашасыңыз. Бұл девлет сиясетінде Қырым йонелішінде біле бір информацион женгте тендерлер кечірмек мүмкін, чүнки бізге біле тендерлерде иштирак етің деп теклиф етелер. Асылда имканы бар мы білешілер yapmaға? Şimdi bakınız, bu gerçekten de mantık hatası var mı? Çünkü biz bu ülkelerine geçirken biz onlarını öyle en azından öyle Ukrayna'nın ilaçsız anlatmaları yani bir gün ki onların ne gerek ilaçları olan eğer de adı bana bu finans çıkartma teklif ettiler. Mesela biz Mart April ayında ne konkurs kattık. İşte kırınız. Tam son yarım yıl içinde yaparız. Noyabr ayında bir rapor veriniz. Bunlar anlamaları belki bu yıl çalışır ama kelisi ya çalışmaz ya da biz sevgen tanıgan sevgen mümkün bile ATR endi ortalıkta olmaz. Çok sağ olun Sarsenbey. Bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için ayrıca ATR telekanalına destek etkeniz için ve Facebook sayfamızga de işte bu mesajını yazdınız. Onun için sizlerge teşekkürlerini bildiremiz destekler için. Kırım Tatar Cemaat ve Siyasi Erbabı Arsenbey Jumadilov bizle canlı bağda edi. 5 dakika kala yayınımızın yekünlenmesine neticellerini laf ettiğimiz. Но мы видим в государственной политике, что новая власть создала новый телеканал для оккупированных территорий, который называется «Дом». Смотрят его, не смотрят, мы уже не будем говорить. Выделяют немалое финансирование для этого телеканала. Но как бы у этого телеканала деньги в полной мере поступают, нет каких-либо там ограничений с финансированием. А вот единственный телеканал АТР его почему-то всегда ограничивают. Я же говорю, вот каждый раз нам приходится что-то изобретать. И власть даже... Вчера вот мы говорили, не может найти механизмов, как все это реализовать. И вот мы еще раз возвращаемся, вот вначале говорили, на законодательном уровне, чтобы это сделать. Возможно ли, вот вы в министерстве работали, предложить, кто это должен предложить? Это депутаты должны предложить. Это же, может быть, из Министерства оккупированных территорий предложить законопроект, чтобы сохранить гарантии за телеканалом АТР и не было вот этой возни мышиной. Бегать за этими деньгами, попробуйте их получите. И небольшая ремарочка, вот Шевкет вначале сказал, и вы говорили, что 50 миллионов это небольшая сумма, но действительно вот телеканалу, о котором упомянул Шевкет, выделяют немалую сумму в размере сколько? 350 миллионов. Ну, смотрите, опять говорить об эффективности управления или говорить об просто
желание что-то реализовать, этого мало, потому как надо видеть цели, видеть контент, видеть программы. Но если каждое новое правительство будет новый телеканал создавать, без его, скажем, последовательной редакционной политики в отношении оккупированных территорий, то, ну, я, честно, я несколько сюжетов этого телеканала видел, но его оценить, как его смотрят на той территории, ну, не представляется возможным. Если говорить про АТР, то его в Крыму как бы смотрят. Чтобы кто бы ни говорил... АТР — это не назначенная жена, которая... Мы просто выросли из Крыма, есть лояльная аудитория, которая нас смотрит, доверяет нам. Ну, это уже символ, в конце. Да. Поэтому я и говорю, ну, мы можем сами себя награждать разными эпитетами, но если этого понимания нету у людей, наделенных государственными полномочиями, то сколько бы мы друг другу не говорили и не повторяли мантру о том, что АТР — это первый крымско-татарский телеканал, от этого их понимание не изменится. Ну, значит, необходимо работать с этими людьми, которые принимают эти решения, необходимо работать с народными депутатами, необходимо нашим народным депутатам активизироваться в этом плане. Поэтому есть то поле задач, которые мы в ближайшее время должны решить, чтобы эту ситуацию переломить. Никто не говорил, что будет легко. Çok sağ olunuz Yusuf Ağa. Студиямызға келгеніңіз үшін. Юсуф Куркчи, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Ну и мы вынуждены, к сожалению, с вами попрощаться. Марафон на телеканале АТР продолжается. И, наверное, будет продолжаться, пока вопросы и проблемы с финансированием телеканала АТР не будет решена. Ну и телеканал АТР со своей стороны, как журналисты, направили журналистский запрос в министерство, но знаем, по закону они могут рассматривать его до 2 недель. Выходить в эфир, комментировать, пока ситуацию не согласились, поэтому будем ждать ответов на наши вопросы, поставленные в нашем письме. Надеемся, что ответят скоро и узнаем позицию, и, как Юсуф Ага говорил, увидим документы, на основании которых перераспределили деньги и куда они пошли. Поэтому, думаю, будет интересно. Çok sağ olun, скоро genç. Sağ olun. День бабака для кримсько-татарського мовлення. Телеканал АТР знову не може отримати фінансування з державного бюджету. Все через внутрішнє розпорядження Міністерства реінтеграції окупованих територій. Кошти в бюджеті є. Їх телеканал мав отримати як пряму підтримку. Але Олексій Резніков змінив їх призначення на послуги. Тобто АТР має взяти участь в тендері. Тільки ні самого тендера, ні тим паче його умов не існує. Невідомі ні час, коли він відбудеться, ні навіть конкуренти АТР. За словами гендиректора каналу та віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Лінура Іслямова, який дізнався про зміни на зустрічі з Олексієм Резніковим, той повідомив, що на розробку тендера їм потрібно півроку, потім ще 2 місяці на сам конкурс. А це означає лише одне – влада шукає шляхи, як зробити так, щоб голос Криму перестав лунати в українському ефірі. Сегодняшние вот эти вот наши стресс-тесты, которые делает власть, это прямая дискриминация крымских татар. Мы стоим вне конкурсов всех. Мы телеканал коренного народа. Поэтому, когда нам говорят, что вы в очередь станьте, и таких, как вы, много, это уже сразу говорит о том, что они лишают нас
политического статуса. Про закриття АТР мріють вороги України та передусім Росія, наголошує Роман Безсмертний. Впродовж 4 років він вів перемовини з росіянами в рамках Мінського процесу і знає, як бісить окупантів тема Криму. Тепер, каже, блокування джерела правди про репресії окупантів може бути частиною угоди з Росією. А указівку міністерству, ймовірно, давав очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Для Москви я маю насамперед. Це АТР це просто кістка в горлі, і хоч ти гвалт кричи. І звідси, щоб будь-яке слово, яке звучить з каналу, яке чують в Криму, особливо яке чують татари, це для Кремля це війна, це страх, це кошмар і так далі. Я не сумніваюся, що питання це там між Козаком і Єрмаком проговорювалося. Придушення АТР обурило й депутатів з президентської фракції. Нардеп зі «Слуги народу» Віталій Безгін вважає, що навколо порятунку єдиного кримсько-татарського мовника мають згуртуватися всі парламентські сили, і, зокрема, учасники міжфракційного об'єднання «Кримська платформа». Разом народні обранці звертатимуться до уряду з вимогою розблокувати фінансування. Ситуація неприпустимою по відношенню до власне єдиного кримського каналу, який активно адвокує його проукраїнську позицію. Я думаю, що зараз безпосередньо всі проукраїнські сили мають єднатися, щоб не припустити, щоб було якесь там блокування чи щось вплинуло безпосередньо на фінансування і на мовлення, тому що, звісно, що АТР дуже важливий для реінтеграції і взагалі підтримки якогось зв'язку з проукраїнською спільнотою на теренах тимчасово окупованого півострова. Без телеканалу АТР неможливо вбити окупантів в інформаційній війні, наголошує Лінур Ислямов. А зупиняти цю боротьбу не можна ні на мить. Крымские татары – это про свободу, про честь и достоинство, потому что мы совесть, отчасти совесть, часть большой совести украинцев всех. Потому что поддержка нас – это поддержка всей Украины. Политически мы сегодня ведем фронтальную войну с оккупантом. Фронтальную и информационную, и оккупационную, находясь там в сопротивлении. Те члены Меджлиса, которые там, они находятся в каждодневном контакте с оккупантом и каждый день идут фактически как на смерть. Голова Меджлісу Рефат Чубаров налаштований оптимістично. Впевнений, що ситуація вирішиться, але є 2 шляхи. İki yolu var. Ya da şimdi hükümetle Є 2 шляхи вирішення. Або ви перебуваєте у протистоянні з владою, або ж працюєте з владою, захищаєте інтереси АТР. Я прихильник другого шляху. Був такий радянський сатирик Райкін. Він говорив, вам потрібне таксі чи шашечки на ньому. Тому зараз і ви для себе повинні зробити вибір. taksiye size taksi kullanması gerek. По роз'яснення ми звернулися до Міністерства реінтеграції з офіційним запитом. Згідно з законом, вони мають відповісти в наступні 2 тижні. Крім того, наш телеканал звертатиметься до Європарламенту та посольств наших західних союзників в Україні. Телеканал, який дає надію, і цього разу повинен вистояти і довести своє гасло «Нескорений». Владислав Стожук, Заман, АТР. «Голос Криму» має бути в ефірі. Українські політичні діячі, музиканти, журналісти, громадські діячі, правозахисники висловили свою підтримку телеканалу АТР. З кожною хвилиною у соціальних мережах все більше таких відеозвернень. Зі словами підтримки звернулися адвокат Микола Полозов, народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Ясько, соліст гурту «Козак Сістем» Іван Леньо та багато інших. Вони закликають владу відновити фінансування першого кримсько-татарського телеканалу. Кажуть, АТР є невід'ємною складовою у поверненні окупованого Криму до України. Телеканал, який кожного дня веде інформаційну війну із Росією, потребує допомоги української держави. А перепони окремих чиновників у наданні фінансування виглядають як спроби саботувати цю боротьбу. Окупаційний суд в Судаку достроково зняв судимість з кримсько-татарського активіста Бекіра Дігірмєнджі. Окупанти засудили його в квітні 2019 року на 3 роки ув'язнення умовно за фальсифікованим звинуваченням у вимаганні грошей у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. Разом з Дігірмєнджі окупанти засудили ще 3 кримсько-татарських активістів – Казіма Метова, Руслана Трубача та Асана Чапуха. Їх затримали в листопаді 2017 року у кафе «Мідабори» після зустрічі з Юсуфом Айтаном.
Громадянин Туреччини взяв гроші в борг у Віджія Кашка, а коли відмовився повертати, вона звернулася до них за допомогою. Під час спецоперації ФСБ втів ветеран Кримсько-татарського національного руху Віджія Кашка загинула. Бекир Дигирменджи подякував усім, хто підтримував його весь цей час. Sağ olsun demek, что не забывает, поддерживает нас никогда. Her bir şey birlikle oluyor. Cemata birleşeceğim var. Mahkemelerden kalışmanız. Daha çok ballar oturuyor bizim mahkemeye. Bütün mahkemelere varınız. Yardım etiniz, destek olunuz onlara. Bir ozulara kalmasınlar. Держсекретар Сполучених Штатів Америки заявив про готовність надання летальної зброї Україні. Це сталося під час першої телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Ентоні Блінкен запевнив у готовності нової адміністрації США розвивати економічну і військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї. Дмитро Кулеба наголосив на важливості залучення Сполучених Штатів до реалізації Кримської платформи і отримав запевнення в підтримці США цієї ініціативи України.